Друзья, всем привет! Вы на канале Найза ТВ. Вы смотрите подкаст Найза Дай. Мы сегодня в обновленном таком праздничном формате. С нами Виктория Говоркова 1 на 1 без перчаток. Виктория, привет. Привет. Я думала, ты скажешь Нурбек Карабала с волосами. Султан Шуйский, наш боец КЗ. Султан Шуйский. Бонжорно, амигос. И Дидар, Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. Сегодня без Нурбек Карабала. Небольшой спойлер. Нурбек поехал в Таджикистан какие-то обкашливать вопросики. Возможно, там вы скоро увидите турнир Найза. Но об этом, я думаю, он сам расскажет, когда вернется. А мы с вами по нашей традиции уже состоявшейся обсудим все новости, которые совершились у нас за неделю. Все самое интересное. Также мы бы ответили на ваши вопросы, но Нурбека нет, так что сегодня без них. Сула счастлив. Поэтому давайте начнем. Почему я счастлив? Ты же не любишь, когда вопросы... Вообще, терпеть не могу. Если увидите пост от Нурбека, где он будет призывать вас, не пишите комментарии. Не пишите вообще ни в коем случае. Я буду все делать, чтобы эти вопросы не читали здесь. А я вот наоборот хотела сказать спасибо всем нашим зрителям, которые пишут комментарии. Мы, правда, все их читаем. И особую благодарность я бы хотела сказать тем, кто пишет «Виктория красавица». Да, и кто пишет, что мы, ребята хотели бы видеть нас с Дидаром вместе, и вот мечты сбываются. Мы сидим за одним столом. Мечты сбываются. Всех с праздником, это вам на праздник. Подарок. А давайте начнем с боя Гурама Кутателадзе. Я его смотрела, и я расстроена. Потому что... Нельзя быть на свете красивой такой? Потому что мне было очень больно смотреть на его ноги. Сначала отбили одну ногу, потом другую. Вообще были такие страшные удары именно по ногам. Вообще в этом UFC было несколько моментов, которые во мне прям вызывали сильные эмоции. Мы по ходу разговора я о них буду говорить. Но у Гурама была такая сильная поддержка. Там был Чимаев у него в углу, Илья Топурия. И мне кто еще? И брат Ильи Топурия Александр. Вот. И мне кажется, проиграть при таких секундантах это вдвойне печально. Что думаете? Мне кажется, Гураму уволят после этого боя, если честно. Да? Ну, скорее всего, у него, по-моему, второе поражение подряд, да? Да, ну, после 2 поражений не так часто увольняют. Плюс он все равно довольно такой фактурный боец. Медийный, да. Ну, почему-то именно после этого боя у меня проскользнула эта мысль. И проиграл, он уже еще был фаворитом до боя. Почти у всех. Но вот эти, 2-3 лоу-кика буквально вообще весь бой сломали. Он просто как будто подогнулся, да, один раз и упал от удара именно по ноге. Это как-то страшно, конечно, было. Я вот, ну, во-первых, тоже, я думаю, Сулетов вообще скажет реплику, что там не стоит переживать за бойцов. Вообще плевать на Гураму. Вот. Я бы сказал, вообще плевать, короче. Но мне конкретно понравился этот Бразил. Красавчик нереально. И если Гурама уволят, вообще о нем плакать не буду. Ну, типа, как есть. Плевать вообще. Ну, мне, например, не плевать, но там тоже переживать, мне кажется. Ну, ему тоже как бы так плевать на меня. Согласен. И мне как бы так плевать на него. Это обоюдно. У нас чувства обоюдные. Мне не плевать, потому что я всегда болею за казахских бойцов by default. И я всегда болею за грузинских бойцов, потому что, мне кажется, эта земля рождает, правда, каких-то талантливых людей. 2 чемпиона UFC грузины сейчас. Роман Долидзе в прошлый раз подрался классно. Ну, и мне было бы обидно, если бы Гурама сейчас... А вы за кого болели, когда Гурам дрался с Дамиром? Да, он, кстати... Подловили. Тогда я еще не болела. А ты хитрый. А тогда вот как ты думаешь, кто действительно выиграл? Тогда Дамир выиграл. Нет, ну ты считаешь, что Дамир, да, выиграл? Да. Там же вообще же была же... Очень равный бой. Очень такой. Там, по-моему, еще и ты что, в глаз что-то такое, короче, было, по-моему, если не ошибаюсь. Вообще... Ну, что-то там такое была какая-то, короче, замануха. И желтую карту, по-моему, Дамиру дали, да? По-моему, что-то такое, короче, было, что... И, короче, как так, короче, типа Дамир выиграл? У Гурама какой-то странный прикол, он со всеми на уровне дерется. То есть он же пришел в UFC вообще с победой над Матеушем Гамродом, который сейчас находится в топ-5, да, по-моему. И, в принципе, с Дамиром у них был супер равный бой, Дамир тоже был в топе. И вот сейчас ему дают парня, но он не дебютант, у него, по-моему, 2 боя в UFC. Ну, он офигенно. И он с ним тоже супер бой, ну, просто вообще непонятен уровень Гурама, при том, что он там спарринг-партнер долгое время был Хамзата Чимаева, помогал подводиться Ильи Топурии к титульному бою. И вот я не могу понять, какой вообще у Гурама уровень, потому что он типа с плохими бойцами показывает неплохие бои, и с хорошими бойцами неплохие бои. Ну, может быть, показывает. просто этот Фернандес красавчик. Ну, тебе не понравилось? Ну, Фернандес, он до этого просто здесь тоже выступал. Вот, Фернандес до этого выступал, у него там с борьбой были проблемы. То есть... И хер скажет, что он бразил. Не, у них же типа... Я имею в виду то, что у него вроде прям
Там На Бразил... ногах там вообще Вот, Бразил бывает два же шикарно. типа направления. Ну, да. У них очень сильная школа тайского бокса, Да, очень сильная да. школа БЖ. Вот, Но БЖЖ гораздо сильнее, так, да? Мы Бразила все-таки знаем Ну, по не знаю. БЖЖ, а не Оно по оттуда таю. пришло, но из тайский бокс у них тоже Ну, огромное да. направление. Чуты-боксы тот же. Вот как раз он представляет чуты-бокс, откуда там Маурисио, Шоган Ну, Руа, красавчик, Вандерлей Силва. красавчик однозначно. Да. Ну, не знаю, уволить, я думаю, не уволят, потому что, знаешь, там мало кто может с собой привести в секунданты Хамзата Чимаева Ну, и да, брать да. в Топури. Но уже очевидно, что он там чемпионом не станет. Ты думаешь, из-за этого не уволят? Хотя да, почему бы нет, согласен. Такая тема интересная. Как минимум, знаешь, многие Да, обсуждали просто, да. что Хамзат приехал на турниры. и Топури Да, приехал. Да, вот да, чисто да, из-за того, что да, он может да, на любой да. турнир привести секунданты, да, таких именитых бойцов. Согласен. Но вот еще... Но надо еще побеждать. Да, тоже стоит отметить, что у него лучшая, мне кажется, физическая форма в UFC, в принципе. Вот у него каждая мышца есть, как у Юсуфа Раисова Вайсей. У Гурама каждую мышцу видно вот тоже. И так думаешь, вот насколько парень физически хорошо подкован, и насколько это не работает в боях в итоге получается. Интересно мне, вот он где проводит кемпы? Он больше проводит с Ильей Топури кемпы или больше проводит его с Хамзатом Чимаевым? Нет, с Хамзатом Хамзат же в Швеции больше не тренируется, они тренировались вместе в Швеции сейчас. Хамзат живет в основном в России, тренируется там в Чечне и в Дубае. Поэтому нет, они вместе не проводят А кемпы. Гурам где живет? Гурам, по-моему, он последний лагерь, я знаю точно, в Топури в Испании жил. Вообще он в Швеции все еще живет. Ну и в Грузии, как-то я видел, Хамзат Чимаев в Грузии прилетал. тоже Мгм. находится. А что думаете про выступление Андрея Пуляева? Очень грустно. Очень плохо выступил. Что сказать тут? Я Ничего почему-то- не мог сделать. Я даже не понимал, за счет чего он хочет выиграть. Ну, Естественно. тут тоже такой как бы момент, что, честно сказать, никто не видел победы Андрея Пуляева. На него был коэффициент 5,35. То есть это коэффициент такой, как там, в каких-то там... Жесткий аутсайдер. Да, короче. как вот Ислам Махачев против Рената Майкана тоже там был. Да. Чуть ли не меньше, мне кажется. Хотя, может быть, тоже такой, там, близко к 6. Он попал в UFC через контент. Да, ну Да, это да. Contender Series, там, кстати, это вырубился. Нокаутировал, да, оппонента? Да, и да, выступление было такое, что он... Вот плохо, что ты знаешь, что типа соперник тебя сильнее, надо, мне кажется, просто в рубку идти уже, там, сжать капу, и тебя, может быть, хотя бы оставят за то, что ты там, типа, нокаут какие-то можешь делать. Или хотя бы падать нокаут красиво. А он просто сушил бой в конце, вообще просто клинчевал. Чуть не проиграл клинчевал. нокаутом в конце. Да, еще... Не знаю, да, очень плохое выступление, тут я не знаю, что обсуждать. А И тоже- перспективу? Да никаких, наверное, нет. Он уже и не супер молодой, ему 28, по-моему, лет, ну, для UFC. То есть его точно могут уволить. Не, После ну первого после боя первого боя вряд вряд ли. Мгм. Ему и соперник хорошо дали. Данкан как бы тоже такой сильный боец. Большой средний вес. Побеждал Дениса Тюлюлина с Грегори Родригесом. Прям такой хороший тоже бой дал. Не знаю, ну точно, то есть уже, не знаю. Ну, просто будет... многие же бойцы попадали в UFC. Просто контракт отрабатывали, уходили. Мгм. Но получали на этом медику, потом уходили в российские лиги, там, в RCC, там, в Fight Nights, и у них просто было имя бывший боец UFC. То есть себе такую ачивку заработать. Но он ничего не потеряет точно, Да, да, на да. этом. Как бы, может быть, рекорд испортит, но по факту чемпионом он UFC точно тоже не станет. В топ он тоже, мне кажется, точно не войдет уже. Ну, судя по вот выступлению, которое он показал. Так что, в принципе, вернуться, да, действительно, в Россию, там, например, выступать или просто в СНГ, имея статус Экс-бойца. бойца UFC, ну, по гонорарам даже, мне кажется, Да. для него будет полезно. Ну и чисто для своего даже опыта, да, для карьерного опыта выступать в UFC, мне кажется, это, ну, тоже. Просто мне тоже кажется, вот бойцам надо какой-то вот тумблер отключать, там мне скажут, ты просто там не боец, сам там не можешь, ну да, как-то прогнозировать или что-то. Отключать тумблер того, что, ну, ты хочешь, типа, хотя бы не проиграть нокаутом в UFC. Вот это очень неправильная, мне кажется, тактика. Надо вот все ставить Лучше на кон. проиграть красиво, Да, ну как конечно. красиво условно Зарубиться, нокаутом. да, зарубиться и все. Вот, ну, здоровье их, понятное дело, но мне кажется, что бойцовский бизнес, типа, он сродни шоу-бизнесу, и здесь надо быть ярким, интересным каким-то. Сижу просто вспоминая, кто есть из бойцов, которые постоянно проигрывают, но постоянно рубятся. Ну, такие Да точно дофига, есть. ну, во-первых, самый там яркий пример на этом же турнире — это Кевин Холланд. У него было в 5 последних боях 1 победа. Мгм. Он там супер глупо дерется, всегда при этом типа, пытается первым номером работать. И в 5 последних боях у него была 1 победа, ему при этом дают бой в мейн-карде против там, можно сказать, претендента на титул Гуннара Нельсона. И тоже исход боя мы можем обсудить. Был Тони Фергюсон, который тоже постоянно рубился. Был Ковбой Серони, который тоже постоянно Да, рубился. вот. Ну, то есть бойцов таких действительно много. И
При этом как бы Андрей Пуляев это такой чистый ударник, так что, конечно, от него чего-то подобного мы ждали. Мгм. Сула, ты не смотрел? Смотрел скучный бой. Я думал, его финишируют. Как-то спасся. Выжил. Да. Виктория. Я, знаете, следующий бой, который... Ну, вот я же говорила, есть такие эмоциональные моменты. Это когда дрался Вучинич, правильно? Вучинич. Да. И знаете, я не могла смотреть бой, я смотрела на его татуировки и все время думала, господи, как, наверное, это... Вучинич такой... Черновик только вместо тела. У него это больно есть было черная всё татуировка делать. на руке, есть Брюс Баффер на ноге у него. Да. Брюс Баффера на ноге набил он? Кажется, он самый татуированный боец. Ну, в один UFC, из да? точно, да. Я я думал, Он щас- просто да. весь какой-то черный, Да. забитый. Жесть. Не, есть же типа вот это направление татуировки, называется Total Black. Да. У него один рукав Total Black, там один рукав такой. Просто черный, залитый, забитый черный. Рука. да, Вот если тоже. честно, когда Вучинич дебютировал в UFC против Гурама Кототеладзе, я думал, это вообще перспективный чувак, супер будет круто драться. И когда он выходил на этот бой, я думал, я вот этот бой обязательно посмотрю, будет крутой. Отправили в нокдаун. Задушили, я такой, блин, Слушай, ну бой крутой был. Не, бой крутой. Но я почему-то от Вучинича, это мое личное было ожидание, именно то, что я видел его с Гурамом, да, я думал, сейчас он закатит трубку, будет круто, там, драться и так далее. Там он вышел на коротком, тут у него лагерь полный. И тот человек, его соперник, меня удивил. Или, может, наоборот, меня удивил Вучинич, что Да, он... мне кажется, да, вот ожидания были очень большие из-за боя с Гурамом, потому что мы вот... Ну, я так и не понял уровень Гурама, если честно. И вот тогда я был уверен, что уровень Гурама это типа топ. И когда парень на сверхкоротком выходит там буквально за день, там за два, и показывает с топом очень конкурентный бой, потому что он последний раунд забрал, и, в принципе, в первых двух тоже очень себя хорошо выглядел, да, смотрелся. И мне тоже казалось, что это вот прям парень, если на двухдневном там уведомлении выходит, то с полным лагерем какой он будет. Вот. И действительно, да, он оказался просто хорошим бойцом. На самом деле, хоть он и был в нокдауне, он второй раунд уже стал, ну, переломил, смог уже побеждать, а потом зачем-то лез все в эту гильотину, и в итоге тоже задушили. непонятный чел. Но фактурный, вот его, мне кажется, вот если брать с Пуляевым, он для лиги более интересный Ну сейчас. да. Он, во-первых, фактурный, ты смотришь, вот вышел, блин, что за черный вид в фактуре. Правда. Нокдаун отправляет, нокдауны получает. Мгм. Такой Да, UFC интересный. любят нефров, и он реально круто вписывается туда. Да. Ну, Данкан, он, кстати, намного опытней, он в UFC, он и в ТАФе, по-моему, уже дрался, и в UFC он тоже больше боев провел. Но в целом я вот еще посмотрю бои Вучинича. Не, однозначно. Тоже, кажется, прикольный чел. Мгм. Однозначно еще посмотрю. Сула, к татуировкам в UFC как относитесь? Офигенно, супер. Помните, у нас был же этот, как его? Армянин, парнишка. Господи, как же его В звали? каком весе хоть? Он вышел, короче, за пояс, бился с этим, проиграл. Но он на замену вышел с Колей. Сам у себя он дрался. Господи, как же... 61. Ну, помните его. Бля, весь в татушках он был. Ну, окей, сюда кто-то напишет в комментариях, да? Мгм. Если просто с Николаем Самосем, я еще тогда в Найзе не работал, это было лет 5 назад, Да, я получается, тоже да? не работала. Тогда вот как же его парнишка, он, блин, так хорошо начал, а потом 2 раза, короче, подрался, проиграл, и, короче, Нурбек ему сказал до свидания. Ну, не помнишь, Илья, кто это? Весь такой в наколках был. Балиас, да, Балиас. Не помните вы такого Балиаса? Я даже не знаю, Я я не тоже знаю. помню. Я тоже- Он сам о себе хороший. Коля чуть не проиграл, кстати. Коля чуть не проиграл ему. А тот не в своем еще весе У выступал. меня быстро предложение, может, Ежика посадим к нам тоже? Ежик красавчик. Балиас. Да-да-да. В следующий его раз, запомнили в следующий по раз на татуировкам? подкаст Да. не получилось прийти. Уже Вики нету. То есть Нурбек сидит, и вместо меня Ежан. Ешь, хороший карьерный рост. А нет, а ты за камерами. Да-да-да. Надо так И делать. и ничего не получилось снять. Только звук выдали. Ты специально не нажал такой, Да-да-да. так, если без меня, то все. На Викторию наехали, уволили за это. Так чисто Сула и Гидар сидят вдвоем. Дида просто так, не просто так хлопнул дверью, да, Да-да-да. короче. Бойтесь меня. Виктория, это Короче, вам. да, прикольно, когда ты выглядишь интересно, это Да. уже большой плюс. Был же еще тоже дрался у нас с Россией парень, анимешник.
Да, Витал Витал Павловский. Он из не из Беларуси, России, из из Беларуси. Беларуси. Ну, он живет в России, тренируется. Вот. в Москве. Да, Тренер кстати, он его всего знает. несколько боев у нас Он провел, два но боя, два запомнился, проиграл. да. Он дрался проиграл, как раз это- с Иркин Куша, тоже с фактурным Санжар. парнем. Да. Санжар Тажиеву 2 раза проиграл. А нет, один раз он... По-моему, у него 0-2 рекорд был в Риге. Не, он один раз его нокаутировал, выиграл нокаутом. Санжар. Санжар выиграл его сначала нокаутом, а потом он узбеку проиграл. Ну, я и говорю 0-2. Почему 0-2? Ну, 0. 1-1. Он сначала выиграл Витала Павловского. Он Витала Я про Павловского... Санжара говорю. Ой, блин, я про Витала Павловского говорю. Я говорю, Витал Павловский. Витал Павловский два раза, да, 0-2. 0-2. Я думал, ты про Санжара Нет. говоришь. 0-2 у Витала Павловского. При этом все равно его хочется видеть, потому что он Да, ходит там в каком-то да, аниме-костюме. да, И еще и дерется ярко. Да. Еще и запомнился. разговаривает офигенно. Мгм. Разговаривает Молодец. супер вообще. Вообще не молчит. Ну да, есть там молчуны, которых, не знаю, даже 10 побед, а тебе пофиг Да, будет да. максимально. Есть Это вот такое. про то, что мы всегда нашим бойцам говорим. Сколько не дерется у нас уже Витал Павловский, мы его помним. А есть гораздо Которые бойцы щас дерутся, сильнее, теперь да, помнят, и мы кто уже ты вообще, не помним. Вася? Да, ну при этом, Откуда да, там, ты? это не призыв там делать кого-то татуировки, но Но просто быть хотя бы ярким, образ. То есть у да. Витала Павловского, у него есть татуировки, да, по-моему, но у него именно прикольный выход. Мгм. Да Интересный просто образ. яркими будьте, Да. запоминающимися. Не только Говорите в октагоне. что-то интересное. И вне октагона в том Это числе. проблема духа. Если дух есть, он может себе это позволить. Это не проблема того, что ой, мы казахи, мы с вами говорили же, да, об этом, то, что у нас это не так не принято. Вася, чуть-чуть денег ему дать, все будет принято. Просто он не уверен в себе. Просто не уверен. Вот и все. Следующий эмоциональный для меня очень момент был в этом UFC, это Молли Маккен. Когда Вы тоже радовались, когда она уже совершила карьеру? Я не радовалась, мне было очень грустно. Она так это трогательно сказала. Знаете меня, что я, во-первых, респектую ей. Она сказала, что я не должна была проводить именно так бой против девушки, которая вышла на коротком уведомлении. То есть, мне кажется, это один из немногих случаев, когда боец признал, что ну да, я где-то здесь сфейлил. И мне кажется, то, что эта женщина положила перчатки, мне даже кажется, чуть-чуть и Дэна Уайт расстроился, нет? Или мне показалось? Но это был очень трогательный момент. Что Дани Уайт вообще просто... Все равно, да, мне Он кажется. пришел, мне понравилось то, что он пришел, ну, прилим вообще смотреть не стал, свои дела какие-то делал, пришел. А она же британка, да? То есть она у себя, Да, получается, да, на да. своей... Она, да, довольно популярная. Она, кстати, одноклубница Пэдди Пимблета как раз. И Да, они постоянно там вместе. Она угарная, ну, в плане интервью, ну, конечно, в плане бойцовских качеств. У нее тоже не хочется там к внешности придираться. У нее очень короткие ручки. И, ну, и там... Миша! Не, ну, сори. Просто для ударки это даже, ну, сложно. Для каких-то приемов у нее реально, ну, одни из самых коротких рук. Рич самый, да, маленький. Я вообще сейчас Подождите, что это за сексизм вы проявляете здесь, Виктория? То есть о мужчинах с короткими руками говорить можно, а о бойцах, женщинах с коротким Миша. Свой Это что за красава. сексизм? Не, у Артема Камон. Лобова тоже очень были Да, короткие да, ручки. да. В принципе, есть Да. бойцы с короткими ручками. И это выглядит Это прикольно, как-то ну, звучит. забавно. Просто давайте говорить антропометрия своеобразная. Короткие Короткие ручки. Чтобы понятно было, Хорошо. Да, что... подумай, что у нее короткие ножки, а ноги Да. у нее нормальные. А у нее Очень. короткие ручки. Не, я всегда вот это Макен поражался, как она выигрывает. Я не знаю, она все Вообще время вот понятия как будто не в имею, шаге о от ком вы Это поражения. говорите? женские бои, понимаешь? Здесь в этом как бы прикол, хоть и Сул там не Макен. разрешает сексизм применять, но вот здесь вот я точно скажу, что в женских боях реально какой-то решает, ну, просто, как ты знаешь, вот теория вероятности, типа, сегодня да, завтра нет. Мгм. Вообще, то есть там какой-то выявить, не знаю, прям какой-то такой бойцовской, не знаю, структуру, там у нескольких женщин получилось, там, не знаю, Валентина Шевченко, Мгм. там Аманда Нунес, Ронда Роузи, то тоже до момента Крис Сайберг, а по сути, Мгм. там Вейли Жанг, хотя тоже она там отлетала от Намаюнас. Да. То есть женщины, они сегодня могут отлететь, топовые, а завтра могут выиграть. Ну, как и мужики. Не, вот знаешь, все равно такой нестабильности, вот даже была Можно, может подборка. быть, более стабильно, я Да, согласен с тобой. была подборка, типа андердог-фаворит в мужских боях и в женских. В женских боях андердоги намного чаще побеждают, чем чем в Мгм. мужских боях. Мгм. Вот поэтому тоже там... Ладно, не буду давать никакие советы по ставкам. Вот, пропустим. Ну вот меня лично то, что Макен завершила карьеру, там, я наоборот как-то даже чуть Почему-то. порадовался. Ну,
Что ей- Такая она этот, Из-за коротких чуть-чуть- ручек. у нее Она есть бы вот так это до тебя не какой-то дотянулась. чуть-чуть человек, который чуть раздражает. Почему? Ну, Ну, это вот прикольно. лично меня. И, допустим, я не мог как-то, особенно вот как ее акцент этот, и с этим вместе с Пимблетом двигаются. Я не знаю, они меня оба триггерят. Я не знаю. Пимбли Я там не- тоже в первых рядах, кажется, Ну, расстроенный. потому что да, его был? одноклубники драли. Я вообще что-то не понимаю, кто это Маккен? Вообще. Ну, И знаете, что вообще слово UFC вам о чем говорит? Англичанка А? такая, блондинка-девчонка, против нее вышла девушка, ну, после которой куча там мемов появилась в интернете, которая тверк стал танцевать. Да. Потом она, когда выходила на бой, как А, это который Тертос, это вот это Не, Маккен? ну, не. Это Это её которую она соперница. выиграла. Нет. Он говорит вообще про другую девушку-бойца, которая танцует тверк. Да, В это же Америке. тоже после победы. Это другая. А, это другая. Другое Всё, слово. всё. Там все тверк? Мемную. Не, а у нее Это другой. ты да. говоришь, что не, он говорит А я про- знаю же, о чем ты говоришь. Так не я же говорил, это ты же говорил. Тверки. Нет, я говорю. Кто что говорит, я не Ты понял. говоришь, забыл какая фамилия, ты говоришь про девушку из Латинской Америки, которая после боев всегда танцует тверк, правильно? Офигенно просто. Но это не, Шикарно. да, это не она. А здесь вышла Слушай, дебютантка, шикарно. она тоже типа решила потанцевать тверк. И она что, победила. получилось, нет? Макмен. Нормально? Да. И это получилось Чё, кутенчик мемно. у неё достойный? Не, это не так было прикольно, Достойно, как нет? Перес. Все понятно. Не знаю. Перес танцует тверк, да. То у Перес там, конечно, Перес реальный, если что. Окей, а та, типа, знаешь, она начала танцевать еще на выходе, короче, охранник охерел там с нее, там просто было такое лицо охранника, что он творит, короче. Да, вышла девушка на коротком уведомлении, вот. Ну и круто залетела в UFC. Что, выиграла, да, она? Да. Все, супер, что. Хорошо бы показала. Ну, Ну как, относительно Маккен, я думаю, уверен, точнее, Маккен была фаворитом. да. И Чё, уровень у себя на показал. родине проиграть. А вообще, кстати, не очень хороший Да, был, по для сути, них. для английских Да, бойцов. вообще плохой Прям был турнир для англичан. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Следующий бой я не смотрела. Гуннар Нельсон против Вот. Кевина Холланда? Да, не смотрела. Не смотрели? Это на самом деле, вот до этого боя все бои были, кроме Гурама Кутаталадзе, не очень. И кроме Я этого, не согласен. Вучинича. Нет, кстати, там молодые пацаны, третий бой. Ирландец против англичанина. А вот До Сантос, кстати. Что за... До Ну, там Сантос, всегда да? было хороших боев. 57. Да. Офигенный бой был. Там был, нет, реально турнир Я, крепкий. правда, думал, что он выиграет, кстати, а он проиграл. Окей, возможно, я этот бой ждал больше, потому что это были тут имена. В плане и имен, был- да, то есть он такой слабенький, может быть, но в плане боев классный Ты бой. поставил 7 из 10 у себя Да, на мне канале. прям понравился турнир. В целом, сам турнир еще мне понравился за счет того, что это в нашем каком-то часовом поясе Да, было, да, можно не так нормально поздно. посмотреть. Мгм. Да. Хотя, с другой стороны, в 5 утра закончился уже. Как раз у Розажа. И А. я все посмотрел и закрылся, и Хавать лег спать. Да. Этот бой классный. Я был уверен, что Кевин Холланд выиграет. Я почему-то на Гуннара Нельсона наоборот. вообще не стал. Да? Я на Гуннара Нельсона, во-первых, кажется, давно не было. Он в 23-м 2 года, получается, его не было, но он вообще редко достаточно дерется, и там же прикольная тема, что за 5 лет Гуннар Нельсон подрался 2 боя, в этот момент Кевин Холланд за 5 лет подрался 20 боев. В 10 раз больше боев Ничего провел себе. Кевин Холланд. Но мне сам Гуннар Нельсон, он как бы симпатизирует его стойки, его ведение боя, еще то, что грэплер хороший. Мне нравится. Но я почему-то был уверен, что Кевин Холланд... Я почему-то думал, нокаут будет, что он его споймает, потому что Гуннар проигрывал нокаутами. 1 раз только. Да. Не помню, кому его что-то жестко Он прям вырубили. Пандинибе, по-моему, проиграл. Да. 1 раз у него был. То есть там еще и у Кевина Холланда антропометрия такая, что позволяет. И, в принципе, он умеет нокаутировать. Но он меня удивил в грэплинге, то, что он постоянно на омоплату заходил, что-то там пытался против Гуннара Нельсона что-то делать. При том, что, да, Гуннар Нельсон действительно один из самых сильных борцов вообще, в принципе, дивизиона был. И мне кажется, что он действительно забыл просто, как драться, потому что там куча было позиций, где Гуннар просто что-то стоял, как вкопанный, и не знал, что делать, ни как бить не знал, ни как на прием выходить. При этом до этого он, там, огромному количеству реально топовых там бойцов, того же Альберта Туменова он же забитил. Да. То есть, в принципе, очень сильный боец был. И сейчас, конечно, да. Вот. Может, вернется после, так скажем, ржавчину Он скинул? как бы и не молодой, типа, и, не знаю, еще так проиграть. Хорошо, что не сабмишном проиграл. Да. А это в этом бою было? Я смотрела какие-то нарезки моментов, и был такой интересный момент, там чувак просто Да. повис так Да, вот да, на да. этом, Вот на это этом. омоплата как раз. Как это называется? как Такой странный омоплата, прием. Омоплата. Мне нравится, там комментаторы говорили Кимура ногами. что-то такое.
Это кто говорил? В смысле, на английском? На матч. Нет, на матч. На матч, я не слышал. Кимура Нагами. Выглядит очень странно. Да, Кевин Холм постоянно эту амоплату искал. При том, что вот его, смотрели, типа, у него вот этот, получается, fight rate, типа, раз в 3 месяца дерется. Как он успевает какие-то новые приемы изучать, потому что он до этого в борьбе был, его же просто деклассировал жестко Райан Ридер. Его много кто, на самом деле, в борьбе деклассировал, а сейчас он против хорошего действительно борца. Он красавчик, развивается. Вот удивительно, как успевает. Да. Но еще я в шоке, как Гуннар не отлетел, когда он его сверху добивал. В конце первого раунда. Там прям уже был гонг, да, и он прям... Как Мне будто кажется, бы даже реально... после гонга чуть-чуть он его... Мне кажется, Реф поставил хату, потому что я реально говорю, вот этот момент был, когда можно было остановить на самом деле. И потом был момент еще в 3-м раунде, когда Гуннар забрал удушку, и постоянно Реф проверял руку Кевина, хотя было видно, что он не спит. Он такой, пожалуйста, усни, типа, брат, я на досрочку поставил. Ну, все-таки Гуннар, он же как бы, местный считается там, может, поэтому... Ну, он условно местный, он так-то исландец. Да, но тем не менее, да, это как-то... Он просто же очень долго... Он у Кавана тренируется, Гуннар Нельсон, и был там спарринг-партнером Конора Макгрегора, поэтому у него тоже такая стойка нестандартная, хотя он не умеет бить, как Конор вообще. Сула, подытожим. Кевин Холм против... Не смотрел. И вам не советую. Следующий удивительный для меня момент, как удивительный. Просто респект, Ян Блахович, 42 года. Это, мне кажется, прям возрастной, да? Один из самых возрастных? Да. Есть рекорд в полутяжелом весе, получается. Как раз Гловер Тейкшера в 42 года стал чемпионом. Но... Ян Блахович у него пояс еще забрал. Да, но в 42 года действительно на таком уровне выступать вообще очень сложно. И при этом, на мой взгляд, тоже я не люблю вот эти там слова про ограбление, не ограбление, но, не знаю, меня решение удивило, потому что я смотрел... Я, кстати, тоже думал, что Блахович выиграл. Ян выиграл. Да. Я, если честно, когда этот бой смотрел, я не понимал, за счет чего вот этот Ульберг хочет выиграть. Лоу-кик. Да, это был матч по лоу-кикам. Сейчас вот это есть, знаешь, как раз лоу-кик в Казахстане проводят часто. Просто я к тому, что как будто в голову он бить особо особо не бил, не перестреливал, работал вторым номером, на контратаках особо не работал, только за счет вот этого сайдстепа. К финишу не стремился, чисто свои лоу-кики закидывал, и то Ян Блахович хорошо возвращал эти лоу-кики, и я не знаю. Ты думаешь, ничья или... Нет, я думаю, Блахович выиграл за счет давления, вперед шел постоянно, все возвращал, больше попадал, больше урона как будто нанес с руками. Мне тоже Ян больше. Просто он, по сути, честно будем, не нужен уже UFC в 42 года. То есть с Анкалаевым, реванш продать... Это был самый плохой продаваемый pay-per-view там за историю UFC. Продать этот реванш невозможно, мне кажется. И хотя бы Ульберг — это относительно новое имя, 11-1 у парня. Может быть. В принципе, там, может быть, он как-то интересен UFC, не знаю. Сейчас, я не знаю, сейчас вроде хотят Ульберга поставить против этого Прохаски. Мне кажется, Прохаска его просто переедет, даже не прочухает. Как по мне, за счет своей мощи. Единственное, у Ульберга нормальный футворк, он просто двигается хорошо. Может, первые пару раундов. Может, тоже из зала это City Kickboxing, откуда Адесания, там, Волконовский. Да, бой разочаровал, я тоже от него намного больше ждал. И решение тоже чуть разочаровало, но То есть там был не такой бой, что я могу сказать, это ограбление, но это был такой бой, который... Да. Удивил просто решением. Не прям так сильно удивил, но... не понравился. Вопросики оставил. Блахович. Я раньше думал, смотрел, вот обзоры, да, UFC. Не обидитесь, если сейчас скажу правду. Конечно. И там, они сидят и говорят про какие-то бои. Вообще, есть, как говорится, да нахер вы про них говорите. Я всегда перематывал, если на самое главное, то, что все ждут. Я тоже сижу и думаю, мы сейчас же, извините, мы же конкретно сейчас вот этой темой, которую я перематывал, Сула всегда нас перематывает сейчас. Занимаемся вот именно той темой, которую давайте говорить реально про то, что нужно. Сула, у меня вопрос. Она у нас есть. Шон Брэди, Леон Эдвардс. Сейчас мы к нему из этого. Сула, да вообще это все перемотаем. Вопрос. А ты до этого подкаста наши смотрел, в которых ты участвуешь? У нас там он перематывал. Больше динамики всегда, мне кажется. Сейчас мы говорим... нет, всегда... ребят,
Я понимаю, что вам это нравится, поэтому я в этом не участвую. Ну, как бы Не, так... всегда просто мы же типа обсуждаем UFC прошедший, потом... Не, я же говорю, я не прав. То есть Нет, я всегда просто, не прав. смотрите, Ты лев, ты всегда лев. иногда мы не обсуждаем вот так, как сегодня, все бои. Просто этот турнир такой был более-менее нормальный, а иногда просто мы обсуждаем 2 главных боя, которые прям запомнились, а остальные были не У очень. нас не всегда ведущая Виктория. Шон Брэди, Леон Эдвардс. Вы что думаете, джентльмены? Леди? Нет, мы уж тебя послушаем. Да. Да? Вы уже много Вы говорили. помните же, да, прошлым летом я говорил, что есть хабар, что... Шон Брэди против Шавката? Да. Ты Да. помнишь эту тему? Да. И после подкаста сразу вышла новость, что Шавкат дерется с Яном Гарри. Нет, не после этого. Ян Гэри, он же дрался не тогда же он с ним дрался. Тогда, чё? тогда. Не, там она вышла попозже. Через 2 дня. То есть, нет, подождите. А, там-то вышел бой Шон Брэди с кем-то. Да, вот это вот вышла тема. Да. То есть, тогда мой инсайдер, он где-то был прав, потому что я как понял, просто им предлагали. А они ждали Белала. Они отказались от Шона Брэди и ждали Белала. Но Шон Брэди, когда я сказал то, что вот у меня есть такой инсайт, он реально, вы увидели то, что он появился. Он смотрит наш подкаст. Кто? Шон Брэди. Я думаю, нет. Сула обижаешь. Смотрит. Как это не смотрит? Как он, Конечно, да, смотрит. меняет С новости. субтитрами просто. Ну, живите в этой Парадигме. в вот этой какой-то фантастической парадигме. Окей, я не хочу вас переубеждать, но это же Ну так что по бою-то? был просто... Я отдал с натяжкой из 3 раундов, если мы не берем в расчет 4-й раунд, да, как финишный, из 3 раундов с натяжкой я отдал только первый Леону Эдвардсу. И то только потому... Мне вообще... Я раз первый раунд посмотрел, у меня такое впечатление, пацаны, короче, друг к другу присматриваются. Сейчас что-то будет, короче, да, затишье перед буей. А оказывается, это только Брэди присматривался к Эдвардсу. Только он посмотрел, короче, ага, что ты можешь сделать в стоечке? Да не страшно, не страшно. Иди сюда, дядя Вася. Просто... Я даже не знаю, это какой-то... Наверное, можно назвать и деклассировал. Да, конечно, не классический. Вполне. Жёсткий. То есть, ну как-то не хочется так говорить, потому что Всё-таки- экс-чемпион. Да, бывший чемпион. Вот Ну, он в прошлым летом он был чемпионом, он подрался 5 раундов с Белал Мухаммадом, он вынес в 2 поединках Камару Усмана, это кошмар этого, да, еще в первом поединке он его щелкнул, Вася, иди спать, короче. Вот об этом мы должны были всю программу говорить. Давайте вот он. об этом говорить. Пошло, Что короче, случилось? есть тема. Потому Если что ты вы согласен со мной, чувачок, лайк поставь и пришли нам денег. И здесь, короче, на 7 сантиметров ниже Шон Брэди Леона Эдвардса. Это к вопросу о том, что у нас было очень часто Карабала здесь конкретно за эту тему говорил. Рост, антропометрия, она решает выше, ниже. Я говорю сейчас конкретно про Шавката. Шон Брэди вышел и сказал, да fuck you с вашими 7 сантиметрами. Он просто вынес экс-чемпиона. Вася, серьезно, 1 номера. Никто не скажет, что это был лох, отвечает. Никто. Никто не скажет, что у Леона Эдвардса была плохая борьба, или плохой грэпплинг, или тем более плохая ударка. Просто Шон Брэди, вот опять же, да, Майкл, когда я говорю, деклассировал, да, это очень громко, согласитесь? Не, я согласен. в этом. Но Да, это, деклассировал. ну, это так. И опять же, возвращаясь к Шавкату Рахмонову, если бы Шон Брэди взял бы Шавката сзади, как взял Иэн Гэри, Шавкат бы уснул. 100 пудов. Ну, там уровень грэпплинга разный просто. Абсолютно. Вот ищет такой красивый грэпплинг. Сука, такой красивый грэпплинг. Прям нереально. И вот его рост как раз-таки, мне кажется, вот как у Хабиба. У него идеальная его техника именно для его антропометрии. Идеальная. Только вот для него. И вот здесь как будто бы у Шон Брэди. Либо, я не знаю, бывает только то, что не его день, а вот это был прям день Шона Брэди. И его рост, его вес, длина, размах рук, ног, конечностей. Идеально для его техники. Ему сколько, 28? Да. Нет, Вася. 31 ему. А, ты- 31. Нет, не 31. Ему 28, что-то такое. Я когда смотрел, когда объявляли их,
Бауэром карандаш, пожалуйста. У них возраст был примерно одинаковый. Миш, а вот ты что думаешь, что случилось? Ну, правда же, все-таки Да экс-чемпионы, как будто бы... Во-первых, вот когда тоже там Сула чуть восхваляет Леона Эдвардса, стоит вспомнить первый бой их с Камару Усманом. Первый бой Камару Усмана он проигрывал, причем в сухую, и зарешал как раз 32. хайкик в 5-м раунде зарешал. Поэтому, Леон Эдвардс, он стал крутым после второй победы над как раз Камару Усманом. Вот тогда действительно, меня прям, я думаю, ничего себе, потому что Камар Усман для нас представлялся как какой-то... Подожди, третий бой или второй? Имеется в виду хайкиком, когда он вырубил, или когда решение? Это второй был. Хайкиком. Майкл, я же говорил, что вкупе, что и первый бой, и второй бой. Да, потому что, типа, он не уничтожал его с хайкиком до этого. Хайкик стал до этого он проигрывал. Он проигрывал, причем жестко. Во втором бою, или третьем. Это третий. В третьем бою. Потому что они подряд шли. В третьем бою, окей. Он уже действительно победил Камару без вопросов. Вот сейчас у нас точно начинается, вот интересно. И вот тогда, действительно, мы подумали, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад вообще без каких-либо проблем с Леоном разобрался. Да. И он забрал его душу, может быть, не знаю, как это, назвать, хоть это тоже какой-то штамп. Что это значит? Забрал душу, не знаю, в характер забрал. Потому что, по сути, вот Брэди завел руку. Не было там, я опять там скажут, ой, да ты, сам не лежал, там тебя не душили. Не было там такого смертельного. Вот, опять же, там, без заискивания каких-то, Шавкату тоже там закрыли шею. И что, он сразу стучал? Это чемпионский бой, лучше усни уже здесь. Реально покажи характер, потому что, на тебя пришел целый стадион, там, не знаю, 20 тысяч человек за тебя пришло поболеть, а ты просто тебе завели руку, и ты сразу стучишь. Мне кажется, он постучал больше от того, что уж думает, все, ни хера не получается. Да, может быть. Во втором раунде же, по-моему, было 4,57, что ли, какой-то вообще дикий уровень контроля. И он думает, нафиг оно мне надо. Но оно к этому шло. Нет, вообще 100%. Да. Ты там говоришь, что первый раунд отдален, я не знаю, как можно было первый раунд отдать. Я говорю, с натяжкой, как вот так еще вот единственное, что можно было дать, это еще первый раунд. Я вообще не отдал ничего Леону. Брэди. Еще и второй раунд я 10-8 бы отдал бы еще. Да, смело, Брэди. 10-8 и третий тоже, было. на самом деле, может было 10-8. Так, давайте вопрос. Теперь главный вопрос, да? Теперь сам Брэди говорит то, что пацаны, посмотрите на моих чувачков, которых я сломал, да? Кого сломал Шавкат? Я должен быть следующим. Что думаете по этому? И вроде бы Дана Уайт обещал, да, то, что... Следующим будет в любом случае Джей Делла Маделена, так что может быть и Джей Делла Маделена. Нет, ты же понял. Я не удивлюсь, если он срубит Белала. Поэтому, так, не, давай мы... кто за пояс именно? Да, мы к этому не будем возвращаться, вот мы идти туда далеко не будем. Мы просто говорим, кто выйдет с победителем. Если будем честными, Леон Эдвардс, как ты правильно сказал, первую строчку занимал рейтинга, теперь первую строчку будет занимать Шон Брэди, Шавкат идет после, он вторая строчка рейтинга, все. Третья. Нет, скорее всего, первая, Леона закинут подальше, будет Шон Брэди первый, за ним Шавкат. Ты думаешь, Эдвардс уйдет прямо на 5-е место? Думаешь, они поменяются? Точно не второе, да. Точно не второе, думаешь, да? Да, все, у него уже получается второе поражение подряд. Точно не первое, так скажем. Точно не первое. Точно второе. И не второе тоже. Точно не Два второе, поражения да? подряд у него, да. Он, я думаю, он, наверное, останется топ-5, какую-нибудь там пятую строчку будет занимать. Тогда будет первый Шон Брэди, второй Шавкат Рахмонов, а третий? Кто там, Камару, по-моему? Да, третий Камару. Да, там. Плюс еще есть Джей Делла Маделен. То есть там короче, все, уже Леон Эдвардс. Там же еще этот нет. Гэри? Да. Гэри подальше. Где-то 7-й, 6-й, это что такое. Если честно, логично будет их просто между собой свести. Нет, не надо это. Я вот, смотрите, Шавкат, он, если вернется, то попозже, в любом случае. Что значит, если вернется? Давай-ка... Это же к твоему отсылка, так, к твоему рилсу. Так. А ты согласен со мной? Я? Да. Не обладаю такой информацией. Я тебе не говорю, что обладаешь ли ты такой информацией. Я тебе говорю, ты мой этот рилс посмотрел, ты с моими доводами, с логичностью согласен их? Отчасти. Давайте поясним друзья, что я тогда сказал, что Шавкат Рахмонов все, что он завершает свою карьеру. Я с этим не согласен. А с чего? А можете объяснить, откуда у вас такая что завершает карьеру? Нет, не согласен. Я думаю, что как раз я хотел довести к этой мысли, что Шавкату сейчас вот эти там претендентские бои, нафиг ему нужно время, вот у него будет там какое-то время, там, не знаю, на подготовку, на, там, не знаю, какое-то там залечивание травм, вот это время пройдет, и ему не надо никаких претендентских участвовать. Все. А если не дадут? Да дадут. 18-0,
пусть он может подождать, пока Брэди там подерется с Белалом или с Маделеной. Он, когда бы сейчас не вернул Шавкат, он может получить титульный бой. Нет, еще дивизион Вот такой. так вот. Там Ну, в принципе, тупо есть некому возможность. драться. Что? Дивизион такой, там тупо некому драться. Вот сейчас вот, ладно, Шон Там будет и следующий. Бакли есть, и Ой, Гэри пока есть. Там Бакли, дофига есть пока серьезных Бакли пацанов. дойдет, пока они же все еще, они хотя бы должны там с Усманом, с Леоном, хотя бы один бой у них Тот же есть впереди. Усман есть, тот же Леон есть, но Усман там, уже мне не кажется, будет. дофига. Усман уже не будет. Нет, за короче, титул Шавкат в драться. супер позиции находится, Да. реально 18-0. Так, тогда получается что? Ты не видишь поединка с Шоном Брэди? Ну, если Шон станет чемпионом, то вижу. А до. До нет. Я даже, вот мне кажется... Тогда другой вопрос. Кому дадут биться с победителем Шон заслужил. Белал и Маделен. этот, Маделен. Маделен. Шон заслужил. Шону, думаешь? Слушай, а я думаю, То есть, ну, Шавкату типа же обещали Шавкату. в плане за счет Я не знаю, вот когда этой он оговорки. вернется. Да, ну если мы знаем, что там, например, Шон Брэди сейчас не получил никаких травм, он может уже условно там через полгода драться. Сейчас подерется Белал и Джей Дел Мадлен, и через полгода как раз Ну, дать подожди, титульный бой. Майкл. Команда Шавката, если не ошибаюсь, и Шавкат, он сам то, что они говорили, то, что ближе к сентябрю они будут готовы. Я не слышал от Шавката это. Был такой, я не слышал, может быть, было. Ну, если будут готовы, то тогда Ну, по-моему, Эдуард Базров говорил про это. не слышу. Не Ну, слышал ты? да. Кто-то говорил, что будет ближе к сентябрю. Что за травмы там, алло? Кто-то видел его в коляске? Что за травма, если к сентябрю не будет готов? В мотоколяске. Какие-то, не знаю. Короче, Я не знаю, что тайна за 7, замками. Не, ну я думаю, все-таки... Хз, что вообще творится с Шавкатом, все молчат, никто ничего не говорит. Именно поэтому я сказал то, что очень большая вероятность того, что Шавкат уже все. Потому что никто из команды Шавката Рахмонова не говорит, что с ним. Никто не говорит. И у нас нету никакой уверенности в том, что в сентябре или, допустим, в октябре Шавкат сможет выйти. Хер его знает, все молчат. Вы спрашивали у Эдуарда? Да, я спрашивал, вот Эдуарда, я слышал то, что он говорил, он вроде в сентябре это самое. Я с другими людьми общался, я записал даже интервью. И мне сказали, извини, пожалуйста, его выставлять нельзя. Вот и все. Что хотите, то и думаете. А все думают, то, что я не люблю Шавката, и всякую херню говорю. Ребята, давайте спросите сначала, когда вот вы, задайте вопрос, чтобы нам уже было какая-то самая есть. И поэтому я с Майклом здесь согласен. Да, Брэди готов, вот он вообще ничего не делал, он даже не вспотел. В защиту Сулы еще хочу сказать, кто вот пишет, типа, там, Сула не любит кого-то. Смотрите, Я это всех вообще не люблю. не наша работа, да, кого-то любить. Это странно было бы, если бы, наоборот, Сула кого-то бы любил. И, мне кажется, претензий должно было бы быть больше. Мы как бы обозреваем бои, ММА, и должны нейтрально максимально относиться, насколько мы можем, поэтому любовь надо вообще из этого уравнения убрать. Единственный человек, к которому из бойцовского мира у Сула есть любовь, это... Я не из бойцовского мира. А я с не какого? сказал про... А Викторию. что вы так на меня жестами ничего. А из какого мира намекаете? тогда скажи? Красоты. Из мира красоты? Ирина Шейк. Что? Виктория сейчас напряглась. Ирина Шейк. Кстати, я читал еще такую прикольную теорию. Шейх Исламова. Такую прикольную теорию, что Шавкат виноват в поражении Леона Эдвардса. Ну так, это чисто, это там какие-то там Интересно. доводы. Типа, был расклад такой, что Леон дерется в Англии по-любому, и он должен был драться с Мадаленой, с ударником, то есть под него удобный соперник. То есть его там не будут бороть, он там рубку будет показывать. Шавкат должен был драться с Белалом, тут Шавкат снимается, Мадалену забирает на титульник, а Леон Эдвардс уже не может спрыгнуть с лондонского турнира, потому что турнир под него, ему дают Брэди. борцуху, короче, и он сливает поединок. Ну, это чисто просто теория Да-да-да, такая. фан-теория. Ну, я не знаю, я бы сказал бы, что спасибо, пусть Леон скажет, что его не вырубил Джейк Делла Мадалена, потому что, я говорю, с таким именно... Видно было, что у него ни огня нету, ничего. Да, вот это Больше правда. в этом прикол. То есть он не дрался. Он мог бы что-то Хорошо, пытаться сделать. давайте предположим, что Джек Делла Мадалена побеждает Белала. Белала, становится чемпионом и выходит против Шона Брэди. Ваш прогноз? Ну, можем же, да, предположить? Ну, смотрите, Джек Делла Мадалена неплохо с Бёрнсом работал, то есть он защищался тоже от всех его попыток, и, в принципе, всю борьбу, а Бёрнс считался одним из самых лучших грэпплеров дивизиона. Он всю борьбу его смог, в принципе, нивелировать, с помощью его... Но он проигрывал. Да, он проигрывал, но... Но это потому, проигрывал что- неявно все-таки, да? Не-не, Проигрывал не. так, то, что ждал своего шанса, что он- и он его дождался. Он вот так вот проигрывал. Вот Мадалена бы себя бы, ну, он не стучал бы, то есть, например, его бы задушили, Да, скорее всего, в наверное. такой ситуации. И он, типа, именно до последнего шел, пытался постоянно какие-то ситуации создавать там для себя,
да, хорошие для соперника, там, тяжелые, и в итоге потом у него всегда есть этот шанс панчера, и просто срубил. И вот, не Ты знаю... считаешь, Брэди, Мадлена кто? Ну, фаворитом я бы взял бы Брэди, но Мадлена... То есть это интересный бой, который я бы посмотрел. У панчера есть шанс. Типа. Да, именно у него, потому что он реально в Твой пятых раундах прогноз? срубает. Ну, я все-таки тоже больше на Шона Брэди поставлю, потому что вот именно в бою с Бернсом, и даже он до этого дрался с Хафезом, кажется, этот Мадлена. И Хафез его получалось бороть, у Бернса получалось бороть, и у Шона Брэди как будто он еще опаснее внизу. Сейчас вот я посмотрел с ним бой с Леоном Эдвардсом, и как будто у него даже шанс на сабмишн есть. А вы, Виктория, как думаете? Я не знаю. Я не эксперт. А что, как... Да, кстати, вот интересный момент, Шавкатом? который ты опускаешь. Шавкатом? Сейчас ты вот интересный момент опускаешь. А вы забыли, Шон Брэди с Белалом уже дрались? Да, И, да. блин, вот там как раз Нокаутом деклассировал, да, деклассировал Белал. Просто вот, сейчас же даже Белал написал там, типа, Да. твит. Он реально его, типа, это, по-моему, единственный человек в карьере Белала, которого смог Но нокаутировать. это же Да. получается такой же борчик с борчиком. Так, а вот именно, что Белал его нокаутировал в стойке. Да, то есть он его А, в вот. стойке нокаутировал. И там, причем, ну, тогда он хорошо. Ну, потому что не боялся борьбы. Белал не боялся борьбы вообще. Поэтому, может быть, у него и получилось. Сколько лет назад этот бой был? Мне кажется, Шон Брэди... лет 5 назад. Шон Брэди спрогрессировал в ударке намного. Мне кажется. Кстати, хорошо бил Брэди. Мне кажется, он такую ошибку не Так, а допустит. кто сильнее, Шавкат Рахмонов или Шон Брэди? Все-таки, Шавкат. как ни говори, но сейчас в Казнете эта тема муссируется, возможно. Как вы думаете, если мы возьмем Шавката уровня поединка Иэн Гэри? Нет, так, Виктория мне хотела кажется, так сказать нельзя. первое. Виктория? Я считаю, что Шавкат. Почему? Просто потому, что Шавкат самый сильный. То есть... Это не экспертное мнение. Ясно. Майкл? Еще у Дидара. Так, Дида... О, Майкл хочет Я хотел- жестко Я выстрелить, Вася! Я хотел- Окей, Вишенку на Дида. торте Я хочешь хотел быть поставить, да? предпоследним. Потому чтобы Сула добил. Если честно, я тут буду предвзят, однозначно. Не, а ты будь непредвзятым. То есть, вот как-то уже говорит предвзят, уже понимаешь, что человек думает не За про Брэди, Шавката. да? За Брэди. Да. Он же не будет говорить, я буду предвзятым Брэди, да? Да. То есть, точно не про Шавката. Ну, блин, даже не знаю. Я просто Ты всё знаешь. последние бои Шавкат выходит еще с травмами. Блин, даже не знаю. Ну, как будто я все равно за Шавката. Хочу сказать, что он Брэди, как будто там на уровне, но все равно буду за Шавкат. Я буду за Шавкат. Но ты не ответил на вопрос же, понимаешь? Шавкат сильнее. Вот так. Все вот так. А вопрос именно, кто сильнее, да? Да, кто победит? И каким Нет, кто образом? победит или кто сильнее, просто это же тоже разные истории. Смотрите, вот определенно... А что может победить тот, кто слабее? Конечно, Может, андердоги может. побеждают очень часто. А, ну да. Смотрите, вот вопрос в чем? Для меня у Шона Брэди точно борьба лучше, чем у Шавката, особенно по последнему бою. Вот. Но если говорить в комплексе как боец, Шавкат и бьет, и борется неплохо. Ну, бьет вообще хорошо. Типа борется сбалансирование неплохо. имеешь в виду? Он намного больше похож на бойца смешанных единоборств, чем Брэди, который, ну, реально заточен именно на перевод и на ground and pound. Потому что в ударке он действительно от Белала получил хорошенько. Если про бой говорить, я бы выбрал бы фаворитом небольшим Шавката, типа 55-45. Но, опять же, если Шавкат бы боролся уровня поединка с Яном Гэри, то у него были бы проблемы. Его бы задушили. Да, его, ну, Давайте вот задушили, так. не знаю, но точно бы постоянно был бы Шон Брэди сверху. Там. Вот это стабильно. Стабильно. Опять же, но при этом для меня с Яном Мачадо Гэри не супер показательный бой Шавката, потому что я смотрел до этого 16 его поединков, и в них у него борьба была, ну, совсем другая. И опять же, возвращаясь там вот к теориям Сулы, точно есть багаж накопленных травм, вот, какие-то из них серьезные, поэтому мы там, может быть, и не увидим больше никогда такую борьбу хорошую, которую мы видели там у Шавката. А может, увидим, не знаю. Вот, Но в любом поэтому случае, вот на двое сегодняшний экспертов день- считают, что Шавкат сильнее. Если мы говорим о таком поединке. Ну да, но на сегодняшний день я бы небольшим фаворитом бы Шавкат выбрал, если бы знал бы, что он в пиковой своей форме. Если бы я бы знал, что он в такой форме, как с Гэри, я бы, наверное, выбрал Шона Брэди. Ну, Шон Брэди... Вот, явно мы не сейчас говорим о именно... Мы берем с точки зрения поединка с Шоном Брэди... Да. Ой, с Гэри. Мачадо Гэри. Ну, знаешь, вот как бы типа... Я не знаю, я вот когда анализ какой-то провожу, хотя это тоже... Блин, вот это все в Да маматику и пускай грамотно, Не, зато есть о чем когда в поговорить. маматику скатываешься, то очень часто ошибаешься, но я беру хотя бы последние 3 боя, потому что последний один бой брать, это чуть маленькая выборка. Последние 3 боя смотришь, там хоть какой-то видно, там прогресс, регресс, не знаю. В целом, ну вот,
у Шавката осечка типа была, и тяжелый был бой с Джеффом Нилом тоже, но при этом там с Томпсоном он вообще деклассировал. 42-летний дяденька, Ну да? да, старичка, я как бы говорю, но деклассировал, потому что Томпсон там никто так не побеждал уверенно. Поэтому, опять же, вот та форма, которая с Яном Мачадо Гэри была плохая, в остальных боях у него была неплохая форма у Шавката. И там мы опять же берем там Шона Брэди с Леоном Эдвардсом, и Леон Эдвардс вообще был, без огня в глазах, просто постучал, отдавал вообще никакие, не пытался делать там, не знаю, позиции ситуации. Поэтому, не знаю, я вот небольшим фаворитом бы взял бы Шавката не по бою с Яном Мачадо Гэри, а именно по сумме 3 боев последних. Но я понимаю, о чем ты говоришь, что типа бой с Яном Мачадо Гэри это бой, который типа для всех стал звоночком, потому что, во-первых, Шавкат не победил досрочно, во-вторых, Шавкат отдал очень серьезную позицию, в которой мог проиграть, и в-третьих, и сам бой типа там 3-2, да, по раундам было, то есть тоже не супер как-то. Вот такая моя позиция. А вы, Сула, сами что думаете? Я думаю, Брэди победит. Прям вот Я прям думаю, что Брэди победит Шавката Рахмонова. с каким процентом? Я думаю, он его вероятность? финиширует. Я не скажу, что это 100%, но это больше, чем сказал Майкл, 55-45 в сторону Шавката. А можете аргументы какие-то ваши? Аргументы просто нужно посмотреть, я считаю, поединок Шон Брэди. Плевать. Я же говорю, самый главный вот антиаргумент, который говорят Шавкату во всем этом дивизионе, у него высокий рост и все в этом роде. Шон Брэди вообще антиаргумент этой теме. Он идеален. Сейчас он прям идеален. Хотя Майкл тоже прав, когда говорит, что это был не день, да, не было огня в глазах Леона Эдвардса. Но при всем при этом это был Леон Эдвардс. Это был Леон Эдвардс, экс-чемпион. И он был в отличной физической форме, потому что, будь он в плохой форме, мы сейчас узнали, что там что-то не то и все в этом роде. Он настоящий Кстати, у него профессионал. же на фотках был этот Стафилококк. на руке. Да, вообще плевать на стафилококк. локте, У да. кого там его не было, вот так вот, давайте. У кого там не было стафилококка, да? Только у того, кто его не успел сфотографировать. А у всех остальных он был. То есть это та тема, которая никого не ценит. Но я думаю, что Шон Брэди будущий чемпион, очень твердый, очень серьезный чемпион. Я думаю, сейчас он в замечательной форме, и Шавкат не устоит. Кстати, еще тоже хотел сказать, как не аргумент, а просто важный момент, о котором, может быть, многие забывают, и это как дань уважения Шону Брэди, что он дрался в Англии не в своем часовом поясе, что тоже важно, потому что Леон дрался и в своем часовом поясе, и в своем климате, а Шон Брэди Там обычно разница как раз... 8 часов, да, у него? Да, серьезная разница во времени, и при этом, то есть он показал... Причем он вышел относительно на коротком Ну, относительно. относительно. Да, это уже ладно. Ну, Да просто нет, именно, что в нормально, другую они там сторону. все они все держат форму. Ну, Они у него все и должен держат был быть форму. бой в любом случае. То есть, поэтому- Мгм. Давайте к следующей теме перейдем. У Чё, тебя, мы я, обсосали по-моему... это все, да, со всех сторон? А есть кажется, что-то? Где да. можно, нет? Ну, вроде Да? печально. Ну, я думаю, Ваше кстати, заявление Шон последнее Брэди про с Шавкатом Шавката. явно следующий бой не встретится, это будет через бой. А давайте, кстати, вот мы еще до конца А каков сейчас, на ваш взгляд, Джек Делла Мадалена? Все-таки чувак почти год не выходил. У него еще серьезная операция Да, же была. Да, да, у него серьезная там травма. что-то Заражение костей. заражение Заражение кости кости, еще. да. Ни хрена Ого. себе, это вообще что Инфекция такое-то? Рак, кости шмрак. Не, это Там просто соскабливали, у него типа давай. Просто представьте, его с кости соскабливали, да, вот это, как это я сейчас скажу, это костный вот этот, Костяной томагавк. да, то есть вот такой Сула, ну, вылечить хватит. такую, какую-нибудь такую ржавую Сейчас такую таким ложечку. Ну, Без наркоза. Еще и ржавый именно. Ты считаешь, Миша, что Мадалена выиграет Белала? нет, он говорит, может выиграть. Может, конечно, он может его срубить, но фаворит Белал, как бы для Да, меня тоже. Билал. Но Мне кажется, фаворит, говорю. Билал заборет, мне у кажется. Джека вот прикол, что вот по его боям, он как раз, он не боится тоже оказаться внизу, он не очень хорошо борется, при этом вообще этого не боится. То есть, что с Имеевым, Имеев его тоже там брал на удушку, он не боялся этого. Он как бы знает, что если он встанет, то он свои тяжелые колотушки донесет. Но вот тоже интересно, после того, как тебе делают операцию на кости руки, насколько у тебя она тяжелая остается. Это же стопудово у тебя в голове мысли какие-то есть, типа, надо пожалеть руку, там, что-нибудь такое.
мне кажется, то, что у него же там прям... Ну, еще как восстановился, у него может, там, с таким сильным вот ударом потом уже... посмотрите может, фотки, у него там, ему, короче, прям такой мешочек с кровью прикрепляли. Миша, что такое? Не, Да, к тому, да. что там реально серьезная очень операция. Это не какая-то там обычная Виктория, операция. на этом подкасте мы говорим обо всем таких вещах. А вообще, говорят, Мне женщины кажется, намного лучше относятся к крови. ко всему, нет? Пускай говорит, мне интересно. Хорошо. Что это вообще за Он говорит, сексизм ну у нас вы столько проявляете? тем, а мы говорим уже про руку, Самая про эту офигенная операцию. тема, конечно. Очень долго. Этот поединок будет смотреть весь Казахстан. Я согласна. с 100%. вами. Почему об нем не Когда у них поговорить? бой? Не помню. 10 мая. Скоро уже, да. 10 мая. Да, 10 мая. Это будут смотреть все однозначно, потому что в этот день должен был драться наш Шавкат Рахмонов. Вот поэтому будут все смотреть этот бой. Все. И я думаю, Мадалена победит. У меня такое странное впечатление, что Мадалена победит. Но у него, кстати, шансы на победу хорошие. Действительно хорошие. Единственное, то, что и долгий простой, травма тяжелая. Это чуть-чуть Да, вот так. каким он вернется. Но Да. вот у него прикол, что Вот он, это да, согласен. он сушить полностью. ничего не будет, он просто Да. сразу типа сожмет капу и начнет Супер пытаться будет. срубить Супер. Белала. Покажет хороший бой. А Белал Супер. будет как-то вязать. Не приводить. пропускаем этот поединок. Ребята, это будет прям фантастика однозначно. По крайней мере, это будет лучший бой, чем Билал против Леона. Намного лучше бой будет. Потому что Леон Я вообще, вот там- согласен с тобой. Я согласен с тобой полностью. Леон вообще бесхарактерно в тот бой проиграл. Но это не... в смысле, да. Уже не в первый раз. Ну, не Вот про так вот. ожидания. То есть, в смысле, тогда мы тоже ждали Белала против Леона. Это было интересно. Да, да, да. Но по бою показалось, да, полный отстой получился. Я тоже не думаю, что Джек Делла Мадалена может в каком-то... Он может досрочно проиграть стопудово, но он точно не будет, типа, как-то, не знаю, лежать просто и ждать, когда уже там гонг прозвучит. И вот что самое смешное, когда Леон... Ой, фу, блин, когда Билал, я думаю, все видели эту конференцию, когда он говорит, я покажу, что я лучший боксер, там, я там самый крутой, то все. А кто Белал? А, да. Я такой, братан, ну что ты? тот дядя Вася. Блядь, нокаут ему. Я говорит, покажу, что я самый лучший боксер. Нет, ну вот именно Ну, так пытается надо быть делать. интересным. Именно молодец. так надо делать. У него не Да. получается. Пускай не получается, Ну, пусть пускай пробует. криво, Не, согласен. косо. Ну, как бы там... Мы уже об этом говорим. Да, да, посмеялись, классно. Его же Мы тоже сейчас называли об этом скучным говорим. чемпионом. Да его сейчас называют. Да он, ну, такой, он чуть кринжевик, что он, ну, вот в очках, типа, Да. ну, в целом... Песни У него поёт, еще да, никнейм, да, Remember the Name, Да. типа... Какой его никнейм? Remember the Запомни Name. мое Как? имя. Remember the Name. И типа, который ты не... Ну, так с этого все и угорают, типа, кто это? Да, да, да. Его даже охранники не... Да, Ну, Белал, короче, ты, сука, лучший, бля. вот. Ну, я думаю, Билал выиграет этот бой, чисто там много факторов в его сторону, то, что Да, там... за Белала всё. Ну, я Я думаю, что за он Джека выиграет. Делла Мадалену. Хоть я и муслим, и Белал тоже там Палестина, гай, бой, да? Что? Ну, короче, гай, в любом случае. То есть, но мне больше нравится, как Джек Делла Мадалена выиграл Бернса. Это было фантастика, ей же отвечаю, клянусь. У него таких Супер. дофига боев. Супер. Да, Не, ну, да. вот, крайний бой же у него с Бернсом, это, то есть Да, запоминается что именно он- я последний. говорю, что Джек Делла Мадалена Супер. всегда идет, типа, за Супер. нокаутом. Супер, однозначно. Бьет он Поэтому классно. вот ты говоришь, что в этом, короче, дивизионе никого нет. Нифига, мы сейчас смотрим, сколько красавчиков нереальных назвали. Нет, я к тому, Просто что если жёстиков. отбрать этот титульный бой, Так. там дальше кто? Либо Шон Шавкат. Брэди, нет, либо Шон Брэди, либо Шавкат, а дальше там уже им как минимум по бою надо провести. Там Я думаю, Усман- Иэн Герин смело может претендовать. Ну, там, да, на самом деле нет, движуха здесь на Не, ну там в 77. какой-то степени это важно, но не прям, знаешь, там то, что Не, вот смотри, катастрофа. тут как бы движуха в 77 есть, и как Самое, я каждый по-моему, день говорю, вообще, Сулов а в каком? да, в этом плане прав, потому что, во-первых, Ислам может подняться в любой момент. То есть это уже, опять же, тоже Ну, сразу же это да. претендент на титул Самая, по-моему, 77. движуха как раз таки Бакли- сейчас UFC в 77. Бакли, который тоже постоянно Да, говорит, что типа да, там, да, скажите, сейчас да, же Диас да. сказал, я вернусь, только Мгм. если дадите мне титульный бой. То есть тут Кто? Кто сказал? Диас Диас. сказал. Диас, да, воу. И на самом деле прям огромное Вау, количество 77 ребят, которые типа жаждут там боя за титул, которые яркие, интересные. Есть Колби Коингтон, который постоянно говорит, меня ограбили в титульном Да. бою. Ну, Ну, понятное дело, что ему уже ничего не дадут после Бакли поражения. Там просто вот Джефф Нил, гейткипер, потом Бернс, просто тоже гейткипером стал, да. Ян Гэри, который... Не, Ян Гэри, кстати, тоже в Не, нет, целом-то он не, 17-1. Хорош, да, он не хорош. гейткипер, я к тому, что, типа, ну, ему как минимум бой нужен, да, чтобы вот в эту титульную гонку обратно запрыгнуть после поражения. Бакли, да, крутой, кринжовый тип, но тоже ему там нужен бой. Там, я говорю, там движуха есть, Ну, но я Бакли говорю, выиграл же кто будет этого же, драться да? следующим, это вот один из Колби двух. Коингтон. Ковингтона же он Ну, вот сейчас выиграл, как раз типа. Бакли должен же был быть сначала как раз Бакли Гэри, и потом Гэри дали Шафкату. Да. И вот как раз Да, бой да, да, Бакли да, Гэри, да, он да, тоже, да, да. по сути, имеет там статус. А Бакли подрался с Ковингтоном.
Да. Или Ковингтон. Да. Да, и Ковингтон проиграл там тоже Ковингтон безвольно проиграл. достаточно. Мы как раз тебя же забирали тогда на съемки реалити, помнишь, и в машине досматривали. Да, было круто. Было круто. Но все-таки, друзья, я призываю вас перейти к следующей теме. Она тоже Я интересная. думал, ты призываешь подписываться на YouTube-канал Найза и на все наши Безусловно, социальные сети. где мы все это интересно обсуждаем. UFC Азербайджан. Это уже официальная информация или все еще на уровне слухов? Официальная информация о том, что ведутся переговоры. Это официальная информация, пока еще... В Баку, да, скорее всего? Да, всего? в Баку. Ну, 100% в Да. Баку. Рафаэль Физиев рассматривается там чисто теоретически, и там, по-моему, больше даже некому возглавить этот турнир. А вот, Миша, интересно, ты вопрос у себя в Телеграм-канале запускал. Какой бы вы хотели видеть титульный бой, если этот... Не титульный, главный. Главный, да, если будет UFC Азербайджан. И что пишут в Только комментариях? Физиев подходит, под определение сейчас пацана, который там в топе дерется UFC, это Рафаэль Физиев определенно, а вот по сопернику интересно. Кстати, он же еще, помните, сфотографировался с... Не-не-не, он же хочет ниже спуститься. 66 он хочет. 66? Да. Да, он же хотел ниже. Он еще да. же, помните, с матчмейкером фотку выложил, сказал, скоро будут хорошие новости, да, и да, возможно, типа, что в 66 какой-то претендентский бой ему дадут, и он возглавит этот турнир, и почему нет? Я офигею, если это будет Топуря. Не, все Топурия? Топурия. Буря же, наоборот, поднялся теперь. Уже точно поднялся? Да, он же уже титул что, объявили оставил, он уже отдал официально? титул. Да, он же титул оставил. Он же типа имя поменял уже, да. Кстати, Всё, да, всё. больше не Эль Матадор. А почему вы думаете, он задумался о том, чтобы сменить вот этот свой образ? Супер же, смотри, мы Супер. об этом говорим. Мне, Специально вот для этого всего. Мне ради для того, чтобы мы хайпа. говорили, у Конечно. него был классный образ с этой розой. Это как-то было так Не, запоминающе. Роза же это не к Матадору, Рост он, наверное, оставит. Это Роза как типа испанец, кажется. Да, Матадор это... Ну вот что он образ, так да, же, был очень прикольный. это не знаю. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Я просто хотел Сказал как раз больше не Эль сюда Матадор. вот закинуть. Смотрите, Так. под региональные турниры UFC, особенно когда первый раз приходят в новую страну, подписывают бойцов. Кого могу? Много Много местных ребят из будет. Казахстана, ну немного, там как минимум там 3 бойца, наверное, подпишут. Много ребят из Казахстан? Казахстана стали сейчас говорить, типа, о, я постараюсь там выступить, но тоже стоит сразу разочаровать их, что если это Азербайджан проводит, они не будут, типа, среднюю там, Шанса Центральную нету, Азию братан. подписывать. Кто писал там, у тебя шансов Ну, нет. очень маленький, но я о чем думал, твой лучший друг, Так, мой лучший друг. Фаниль Рафик. Фаниль Рафиков? Как- О! Да, тебе было бы прикольно, если бы его подписали. Просто у него есть, например, победа над Нариманом Аббасом, которого вот как раз В Азербайджан. могли в Азербайджан подписать. Есть Было Фаниль бы Рафиков. круто. Я с ним общался на на эту тему. Я расскажу про общение уже под конец. Хотелось послушать твое мнение, твой лучший друг.
Хотел бы ты, чтобы его подписали под этот турнир? И как думаешь, возможно? Я же могу говорить все, что это самое, Конечно. да? Если что, мы вырежем потом. Потому что Фаниль наш друг. И также потом следующий А- кадр а он- на а он монтаже успеет. просто кто-то другой потом говорит. А он успеет? Там... Турнир в июне. Конечно, успеет, до Так, июня успеет. подождите, я к чему говорю? Давайте так. Я просто не знаю, но если мы возьмем такую общую массу всего, как бы так, бойцов, которые есть, и когда, вот, допустим, их подписывают, им дают там за полгода, дают им срок очиститься от всех запрещенных препаратов, да, которые они в других лигах потребляли. То есть то, что там УСАДА, или сейчас у них там другое, то, что уходит. Я поэтому спрашиваю, он успеет? Это не у меня надо спрашивать. Вот я и говорю, если... А если успеет? Если Фаниль успеет, то я буду болеть против него. Против Фаниля? Да? Я всегда болею против Фаниля. И тогда он выигрывает, потому что такова И тогда логика. почему-то он выигрывает. Но я всегда болею против Фаниля по прозвищу самый некрасивый ногай на свете Рафикова. Ну вот если честно, мне кажется, как будто Фанилю это не нужно. Даже вот он у себя Почему не нужно? Это Но он Все всегда говорит, что воруют. не моя цель попасть в UFC. Но Они здесь все такое так говорят. интересное стечение Они все так обстоятельств. говорят. Смотрите. Сегодня дай ему контракт, скажешь, завтра будешь выступать. Все бросит. Нет, конечно, Все он бросит и подпишет. побежит Нет, туда. смотрите, вот на одной чаше весов у него будет гонорар, который он сейчас получает, на другой чаше весов у него будет UFC, но с меньшим гонораром. Но его могут же только на один бой подписать, Чемпионские или нет? амбиции, как вы думаете, есть у Фаниля? Будут чемпионские В UFC? амбиции? Да. Ну, конечно, нет. Вот. То есть зачем он тогда Почему? идет туда? Я Если- поспорил бы с этим. Я Нет, тоже. амбиции-то точно будут. Нет, Почему- амбиции там почему в нет? топ залезть. Виктория? Да. Ну, как я в силу возраста думаю, что Но там... мне тоже кажется, возраст уже не, начинать амбиции и возраст чемпионскую это разные. гонку. Амбиции и Не, то, хорошо, что будет, амбиции это разные будут, вещи. но реальность Это же ваш такова, что язык. это Да. сложно. Виктория, Ну, амбиции господи, это- Вот смотрите, и что Извините. на двух чашах весов? Хорошие гонорары и хорошие бои здесь. телки, Либо- тачки, я не знаю, тусы, яхты. Он женатый человек. Вот это Да. все на чаше весов. Либо он Фаниль не такой. идет просто, чтобы попасть в UFC. Типа, чтобы подраться в UFC. Ну, Даже так если как он бы- один раз подерется в UFC, ты представь, как его медийка здесь вообще. Вот почему-то Да, феномен он станет- Фаниля, мы с тобой это перестанет обсуждали. здороваться Он после очень последний идет на серии побед, но он почему-то у него не так много подписчиков в Инстаграм. Не сказать, что он прям супер медийный. Хотя он пытается, он, как мы его называли одно время, казахстанский Макгрегор, у него получается в трэш-ток, но почему-то у него нет такой бешеной популярности. Почему? Я не знаю. Ну, это факт. Это факт, что он Я действительно вот, не кстати, думаю, что популярный. после победы с Персом у него подписчики взлетят. Вот я почему-то был в этом уверен. Да перса же не за победы любят. У перса рекорд сколько там? Нет, 5-5, я к тому, что я 4-5. говорю, что типа я думал, что какую-то Аудитория часть Перса аудитории, частично. какую-то Я Это часть- тоже так не так думала, работает, да. Дида. Это еще раз. Значит, типа, не работает. Вот так. Вот так это не Вот уже понятно, что так оно не работает. Мы по факту увидели. Ну, Я просто- думаю, что Фаниль просто-напросто, Майкл, извини, почему у него это все не взлетело. Фаниль офигенно двигается перед боем, и все. А в промежутках между боями он просто тупо нифига Не, я не согласен с Ул, вообще. медийную жизнь Вообще не прям не согласен ведёт. прям максимально. Он, ну, почему он ведет медийную жизнь, он каждую неделю появляется даже на канале Найза, у него своя передача есть. Он хочет в камеру, он идет на все, на самом деле, интервью, идет везде. Просто, Сколько в день он делает рилсов? не знаю. Ну, он в день не знаю, но... Сколько? Давайте вот сейчас вот просто откроем. сейчас пост, он, наверное, сейчас ничего не делает. Хорошо, мы посмотрим за месячную давность, короче, вот что бы это было. Тут же у нас это все Фаниль, да, у него же? Фаниль, вот если что, ребята, наш БСКЗ, подписывайтесь. И на Фаниле, ладно, бог с ним. Так, вот, Это да, аккаунты вот, в связке идут. вот смотрите, вот смотрите. Ну, ребята, ну вы что, серьезно, что ли? Вот это какое число? Вот это число у нас 28 февраля. 28 февраля. Ну, Так, потом... 1 марта. И начался 1 пост. марта. Стоп. Вот, ага, хорошо, если так, да? Так, 28 февраля. 28 февраля. Чуть-чуть потерпите, народ. Ну, то есть Что это в происходит? количестве рилсов, что ли, измеряется, Нет. Миш? Ну, сейчас я хочу как раз сказать Суле аргумент. Ты глянул? Сейчас вот до боя я посмотрю, что у него. Вот 11 февраля, 12,
13 это вот Каждый день. 23-е. Окей. 10 дней. Сула, Это все перед Сула, боем. смотри, мне кажется, просто это не совсем так работает. Почему я хочу сказать? А можешь посмотреть у Перса? Вот мы как раз, ты говорил, Перс охеренный боец, правильно? Так. Тебе прям он очень Слушай, ну у Перса он даже... Вот недавно у меня была операция, он шатается, но при этом сторис Ну вот снимает. интересно посмотреть, просто сколько рилсов. у него. Так, как у него Вот называется? Перс Перс очень UFC, активный. по-моему. PD-MMA у него. Перс UFC. Нет, у него не PD MMA, у него UFC там точно. PD было раньше. MMA. PD, Раньше MMA. было PD. Пиди Хайбати. Персидский дагестанец. Кто мне звонит? Сейчас, секундочку. У него была Фамилия. какая-то серьезная операция, Да-да-да. и он прям стоит, шатается после У операции. него и бой снимает. скоро. PD MMA? ММА, а было UFC до этого. Суранши Саурамбаева, 37. Все теперь знают ваш Мы адрес. это не запикаем. 16 марта. Это не адрес 5, Сулы. 22 февраля. Ну вот, 22 февраля и потом 5 марта. Да. Но у него сторис очень много. Да не, 12 кстати, февраля. Мы же про Reels сейчас Сула говорит. 10 февраля. Я к тому, что ну, это не совсем так 5 работает февраля. все равно. Не-не-не. Ну, смотрите, Всё, давайте ну, будем честны. спасибо. Перс Просто у нас плохой рядом пример стоит ваша сравнивать с будка. Фанилем. Почему Перс во всех реалити ездит, да, вот эти вот Опта. именно, которые, где хайп, вот этот грязный На хайп, да? последней улице стоит. Фаниль Да. как бы... Возьми На микрофон. Долбаю. И вот там... Давай, Дидар. Ну и вот, короче, просто там даже модель их разная. Один поповый боец, второй профессиональный боец. Тот во всякий грязный хайп лезет. Ну, Фаниль как бы к этому особо не прибегает. И поэтому их двоих сравнивать не очень. Но я думал, что когда Фаниль его выиграет, какая-то часть аудитории должна перейти. Или хотя бы там, сколько у него подписчиков? У Перса, там, условно, давай скажем, 100 тысяч, 500 тысяч у него. Но хотя бы 5 я думал, Да. перейдет. Что я Но бы это так тоже не работает. логично Это же так ожидала. не работает. Опять же, ты с победой не забираешь подписчиков. Было бы Не, странно. нет, это ты типа не его подписчика забираешь. Ты вот то, что все смотрели на Перса, и потом увидели, как его выиграли, Ну, его и много потом раз такие, выигрывали. кто его выиграл, давай подпишемся. Не, Мухаммада много раз Ну а в чем выигрывали. секрет его популярности? Ну, в том, что, во-первых, он прикольно говорит, то есть Да. у него акцент есть какой-то, у него есть образ. Он, во-первых, постоянно в какие-то драки влезает, не боится там. Ну, во всё это по-моему, лезть. боец, короче. Ему, да, вот как бы он по ММА боец, поэтому, мне кажется, это вообще, типа, в ММА, к сожалению, вот так не работает. И Фаниль, да, действительно не нащупал какое-то именно свое направление ведения, может быть, соцсетей. Дело не в чистоте, Мгм. при этом, чистота важна. Я понимаю, о чем Сула говорит, потому что вот у него есть кейс, что он стал часто вести, и у него пошли подписчики. Знаете, вот у меня жена делает консультации по личному бренду. И вот как бы я же постоянно с ней общаюсь, и вот какие-то эти вот просто, мне кажется, вот тут может какой-то личный бренд нужно прям как-то жестко закрепить. То есть мы рекомендуем Фанилю обратиться к твоей супруге. Нет, я сейчас не рекомендую. Суле. У Сулы, Причём кстати, тут личный я? бренд очень Причём тут хороший. я? Вот. Причём Нет, тут я? что те же обращаются бойцы. Для личного бренда? Да. Ты говоришь, причем здесь я, причем здесь я. Миллион. Вот, кстати, у Сулы хороший личный Долларов бренд США. есть. Все знают, что там обозревание, что-то будет такое нестандартное. Обозревание. Да. И Вот. за этим приходят к Суле на страницу. Вот. Но вы считаете, если, допустим, гипотетически представим, что Фаниля подпишут, и он будет участвовать в UFC Азербайджан, его медийка стрелит или опять Конечно, нет? не, вот это. Вот это описание стрельно, UFC, 100% стрельно. Блин, как по мне, там, независимо от результатов, ачивка офигенная попасть Да. в UFC. Даже вот есть боец Иван Штырков, он подписал контракт с UFC, и Не в день подрался? дебюта сказали, что у тебя, чувак, допинг пробы, типа, положительные показывают на запрещенные препараты, его сняли в день турнира с боя, и все ему говорят, непобежденный боец UFC, все еще. Да. Хотя прошло с того момента уже лет 5 точно. Ну, знаете, я вот думаю, вот сейчас сижу, думаю, кого можно подписать в UFC из Казахстана, да? Вот кто на ваш ум сейчас приходит с Казахстана, кто бы мог? Кашра Даутбек. Не, Кашара не пойдет сейчас. Он Однозначно. в Райзне сейчас, да, звезда. У него предтитульный бой, он не пойдет туда. Вот кто еще есть? Ты вот я бы хотел то, что увидеть там. Вот я говорю, Не Кашра хотел, Даутбек. а вот конкретно это кто да, сейчас бой. достоин, чтобы уйти? Арман Ашимов. Нет, тоже нет, уже Почему? возраст, давно не дрался. А реально, когда последний раз Арман дрался? Да нормально, Арман в хорошей форме, я уверен, у него все получится. Не, серьезно, просто интересно. Так. Какой у него последний бой был? Дальше. Я, честно, Вот не я помню. сегодня, тридцатник стукнул Саги. Саги тоже вроде не особо Саги. подходит. Хорош. А Саги с кем дрался? Он в кулачке. но- А, с это одним на только. Намаде с блогером, да, Да, пацаном? Но он хороший профи.
Он действительно хороший И профи. с Вещеву, да, он проиграл? То, что... С Вещеву, да, по-моему, что-то. Но он действительно ВСС. хороший профи. Не, Потом ММА хороший. все-таки я бы дал бы шанс, наверное, как бы это самое, ну, что там, Кабдрахманову дал бы шанс. Да, я вот тоже про по-любому. Нурбека подумала, но... Ему до поражения. После закрыли. поражения. Вообще не Надо подписывали, поражения. в принципе, да. После Но наши две поражения. звездочки, Не, мы же Алиби щас- и... Мы же сейчас Данил. говорим, мы же не подписываем, сидим. В 22 году последний раз. Ашимов, да, дрался? Я вот и думаю, что он очень давно Ой, не блин, дрался. я Успанова смотрю, это Успанов. Ну, Ашимов, мне кажется, тоже очень давно не дрался. Я Ашимов не же помню. у нас дрался. В каком году? В 24-м. В Вот. 24 Он в этом дрался, в Райзене он В дрался. Райзене проиграл. Помните, когда Всё, проиграл всё, и всё. это- Должен был выиграть он не только сделал же вес, нокаутом. да? Да, еще вес. Да, Да. из-за этого проиграл. Вот мне почему-то в голову сейчас приходит имя Муратбека Хасымбая. Вот у него есть медийка, Ну, кстати, да. очень хороший. И мне кажется, вот для UFC Азербайджана он прям... Если он сейчас в хорошей форме тренируется... Классный вариант, кстати. Да, наверное, классный самый вариант. такой. Ну, также можно сказать странно то, что Сул не сказал Васю Тахтая. В целом-то тоже и медийка классная, и непобежденный Да. боец. Да. Василий да. Тахта тоже, в принципе, подходит. Вася Тахта очень подходит. Вот два хороших кандидата Мгм. на подписание. Ну и при этом, если говорим про Кто? уровень, Кто два? Вася И Касымбай. Хасымбай. Хасымбай, да? Да. Я в Хасымбае сомневаюсь, что это хороший вариант. по медийке, то есть, не, если смотреть, Если по медийке, то да. Но а если мы говорим про уровень, то Фаниль... у меня стойкое убеждение по Муратбеку Касымбаю только одно. Он свой талант закопал в кулачке. Он просто обалденный боец профи ММА. И да, зато у него просто обалденная медийка, все такое. Но свой... Так же, как и Перс. Давайте откровенно будем. Мы же помним их зарубу в Fight Night. Это же было круто, вообще нереально. Оба бойца просто ушли в поп ММА и свой талант в профи ММА. Но никто не... То есть, что лучше, что хуже, им только судить. Не Вот мне. просто, если даже вот мы, как мы вначале говорили, да, вот про Пуляева, даже с этой точки зрения Муратбек Хасымбай очень хорошо подходит Нет, UFC. я Он к будет чему? показывать Я к рубку. чему говорю? Я думаю, что уже это не его уровень. Вот, я Не, так он не скажу. сильно возрастной. Нет, я просто говорю о скиллах, как профессионального бойца ММА. То есть время Муратбека уже как профи-бойца, мне кажется, оно ушло. Но он же Ну, ты при этом молодой говоришь еще. про Ашимова, который там старше намного. Ну, про Ашимова я говорю, что старше немного, у него, ну, не знаю, ну, вот это мое такое субъективная точка зрения. Понимаете, я очень часто бываю неправ, но сейчас я прав. Не, смотри, как и я всегда. знаешь, как вот думаю, я не говорю про то, что вот когда мы подписываем там что Тахтая, что Касымбая, что это там будущий чемпион UFC, я в них вообще не вижу. Это просто люди с хорошей Да, медийкой. это прикольно, что им бы было полезно, Мгм. и UFC было бы прикольно, если бы вот в Казахстане турнир проводился. Да. Просто вообще вряд ли кого-то подпишут из Казахстана, если будет турнир в Азербайджане, как бы, да. Вася Очень победит, если гипотетически. выйдет. Вася, я говорю, блин, Любого. вы смотрели бои Василия Тахтая? Нет. Сколько вы боев смотрели? Ни одного. А тогда почему вы так можете говорить? Я вас спрашиваю, всех, у вас любого? этот вопрос был немного такой с сарказмом. Ну, вы говорите, он победит. Я говорю, любого. Вот. Так вы посмотрите и не будете сомневаться, и не будете задавать таких вопросов, Виктория. Смотрите, а эти два чувачка не задают вопросы. Почему? Вы знаете? Потому что они видели его бои. Миш, ты согласен, что Вася Тахтая может победит любого вынести? Нет, я не согласен с этим. Мне кажется, что... Любого сказала Виктория же вы, не я. Я вас спрашиваю. Ну, то есть, То есть, насколько давайте сильную оппозицию мы может будем. победить Нет, Тахтай? я- Не, давайте честны, у Василия Тахтая и у Муратбека Хасымбая шансы на победу одинаковые. я... Нету Что Васи- значит давайте честны? Ну, нет такого, что Ну, то типа есть, я Василий когда Тахтай говорю- на столько-то голов выше. Я думаю, там. Вася Тахтай просто абсолютно другого уровня по сравнению с Муратбеком Касымбаем. Я так не считаю, если честно. Но это моя то Миш, есть, ты точка считаешь? зрения. Вася Тахтай однозначно другого уровня боец. Будем честными, у Васи не было проверок вообще серьезных. Что значит будем честными? Мы что, сидим Нет, не постоянно будем здесь? честны, ладно. У Васи не было... не Я будем честными. видел эту проверку Васи- Васи с кем? вживую. С кем, с кем? Джамал Магомедов. Это в каком Кто году? это? Ну, я не знаю, насколько вам это. Это прям... Он, Нет, кстати говоря, мы же говорим про сейчас проверку. возит сюда в Наизу пацанов с Дагестана. И что? Возит? Ну, нет, что значит и что? И что? Нет, Ну, возит. А как это вообще связано? Типа, То есть боец я крутой, он видел возит? реальную проверку Васи Тахтая на характер.
что он из себя... Подожди, Майкл, ну а почему ты так вздыхаешь? Что значит, Хорошо. что значит реальная проверка? А окей. что значит эта проверка в Для меня твоем реальная случае? проверка, Да, что? это бой с бойцами топ-уровня, которые выступают в топ-лигах, например, там в лиге ACA. ACA. Да, вот, пожалуйста. А как насчет Лиги Ахмат? Нормально? Нет. Ненормально? Нет. WFC? Да. Нет. Абсолютно до нормально. объединения. Ну, смотри, проверка. То есть это они конкуренция- на следующий год объединились. Вот, конкуренция пошла с Это лиги ACB. это был Джамал Магомедов. Вы Конкуренция. можете посмотреть его. Окей. То есть Конкуренция. этот парень шел на нереальной серии, беспроигрышной серии. Он приехал сюда чисто побеждать. Сюда, короче, ему Вася, по-моему, даже на замену, короче, он вышел. Его просто так отдали. И это дагестанская школа, прям дагестанская школа, понимаешь? Это не просто какой-то, ну, знаешь, там ноунейм. Он шел прям на нескольких победах, вот WFCA, он там шел на нескольких победах подряд. Они там между собой, короче, рубятся. Это очень серьезно было. И это было 3-раундовое противостояние. Там не было лаки-панча, там не было то, что кто-то попался, его задушили. Ничего подобного. Это было прям на истощение. Битва на истощение. Джамал Магомедов заднюю вообще не давал. Вася тоже не дает. Там просто они вот прям жесть. Я увидел то, что Вася не какой-то поп-ММА-боец. У меня к нему тогда уважение сразу же появилось. Ну, Майкл, я думаю, ты тоже эти бои, когда ты увидишь, то, что так вот дерутся, для тебя это проверка. Это может быть окей. Ты скажешь, что бывают посильнее бойцы и т.д. Ну, может быть, и бывают. Вполне вероятно. Все относительно. Для кого-то, допустим, твоя проверка скажет, да это не проверка, Вась, он у меня вот такая вот для меня проверка. Но все относительно. Но тогда я увидел, что пришел действительно сильный боец, очень сильный боец, хорошо подготовленный боец, он гонял вес, он прям серьезно пришел. И Вася пришел, давай там, и Вася сколько там было-то, 21-22 года. Сула, аргументы вот эти, он пришел, гонял вес. Блин, вот, хорошо, а что, подожди, тебе не понравилось только гонял вес? Не, мне вообще что в целом... еще? А что еще? Ну, что во-первых, еще? я могу сейчас открыть Topology, реально посмотреть, какой у кого был тогда рекорд. Сейчас я посмотрю. Просто... Не. Смотри, ты просто... Я говорю, когда мы говорим про серьезную проверку... То есть ты считаешь, возвращаемся... что Вася Тахтай серьезную проверку не проходил? Да. А я с тобой не согласен. Окей. Вот и все. Я лично это видел своими глазами. То есть, Майкл, как тебе сказать, просто ты не видел, а я видел. А я, кстати, этот бой видел на... Это на WFCA был бой? Да. Я видел этот бой. И ты считаешь, что это левый бой? Не, что значит левый? Серьезно? Это не серьезная проверка. Это не серьезная? Да. А я считаю его серьезной проверкой. Не, смотри, просто... Тут просто твое мнение, мое мнение. Ты считаешь так? А я считаю, что это было супер. На этом подкасте реально только ради того, чтобы послушать твое мнение, мнение Дидара, мнение Виктории, Нурбека. Это хорошо, что ты выскажешь свое мнение. Я не говорю, что твое мнение плохое. Просто на твое мнение я говорю свое мнение. Вот точно так же я говорю. Но если бы тебе, Миш, сказали одно имя, назови. Все-таки. Нет, я хотел бы посмотреть как раз Василия Тахтая в UFC. Я считаю, Василий Тахтай это сам. И когда Вася завершил тогда карьеру, я помню это. Он после этого боя сказал то, что все, я не буду. Я был в шоке. Я был в шоке, потому что я считал то, что он просто монстр. А почему он завершил карьеру? карьеру? Какого хрена он завершает карьеру? Для меня это было просто удивительно. Для меня казалось, что Вася сейчас должен... И я говорю, это вот сейчас вот очень... У меня есть несколько выпусков тех еще времен. Я просто не понимал, ну с чего это вдруг Вася уходит? Не убегает, а уходит. Он создал свою команду Тахтай Тим. Этой команде уже несколько лет подряд. Сколько? Лет 7 или 8. Я был тогда просто обескуражен. Ну вот так вот он решил он дальше. Уже после этого он же дрался. Да, LIFC чемпион стал. Ну, да, это все ерунда. Это все ерунда. Я, понимаешь, Дидар, я бы тоже не относился бы к Васе в какой-то степени серьезно. Не относился бы, если бы я не видел этот бой своими глазами. Я редко вижу такую экспрессию отцу, валишь какого-то бойца. Редко видишь экспрессию отцу каждый день. Какие-то бои, которые мы видим в интернете, по телевизору, с экрана монитора, мы воспринимаем их абсолютно по-другому, когда ты их видишь вживую. Вот я там был тогда вживую. Мне тогда очень понравился Хусейн Халиев, капитан. Ёп, ты говоришь, какая была битва. Да, Абдурахман Дудаев тоже. Вот они все же оттуда. Они все прилетели сюда. Это была грозная битва в Астане. Я видел просто тогда, я до этого смотрел, по-моему,
Ну, всякие Жек-Пежек был, Алаш Прайд. Я тогда его увидел вживую, я просто обалдел. Какой-то нереальнейший уровень. Мы просто рядом не стояли. Но тогда, если я не ошибаюсь, Лига Ахмат занимала 7-ю строчку рейтинга. Они были рядом с Fight Nights. ACB был 2-й или 3-й. Но они до сих пор сейчас типа такого. Ну, то есть это было очень круто. Меня Сула однозначно убедил посмотреть бои Василия Тахтая, и, пользуясь случаем, я бы хотела его пригласить к себе на программу 1 на 1. Есть много о чем поговорить, почему он когда завершал карьеру. Действительно интересный Забирайте человек. моих гостей. Да. Шучу. Да, я хочу посмотреть его бои, потому что я редко вижу, чтобы Сула с такой вовлеченностью в положительном ключе говорил о каком-то бойце. Это как-то вдохновляет. Сула всегда Василию респектует. Вы просто никогда не слышите, что я говорю. Не слушайте. Я всегда вас слушаю. Никогда я не даже знаю. посмотреть бои захотела. Начать, и почему-то вы... Ты хотел что-то сказать? Да, я хотел сказать, что, во-первых, предложил кандидатуру в UFC Василия, конечно же, я. Сула о нем забыл. Это факт, это факт. Да, по поводу... Ладно, пофигу, мне кажется, просто Сула так прикольно сказал, что я буду спорить. Это, Не, я всегда про это Пусть зрители да, додумают. пусть зрители сами посмотрят. Бои, в принципе, они в интернете все есть. И WFCA действительно была чуть другой направленности лига. ACB была про конкуренцию, WFCA была про команду Ахмат. В первую очередь, вот. Я думаю, что кто тогда смотрел параллельно эти лиги, понимал. Сейчас вот ACA — это как раз объединение двух лиг, и в целом, наверное, выиграла лига. Что еще у нас на повестке? Ты, кстати, Всё Сул, по дому? поедешь на ACB? О, ACB, UFC Азербайджан. Хотел бы поехать? Ну, у меня, короче, дилемма. Значит, этого. Если я туда еду, то я кое-что себе не приобретаю. И я лучше, Яхту? наверное, останусь дома. А 26 июля будет еще UFC в Абу-Даби. У кого нет визы в Америку, можно еще и туда съездить. Да, тоже прикольно, кстати. А там известно уже, кто будет главным? Нет, и там будет очень жарко, чтобы вы понимали, я ездил Июль, в Абу-Даби, летом, да. и там смертельно жарко. Но я постараюсь попасть и на тот, и на другой турнир. Я бы тоже очень хотела. В Азербайджан прям обязательно. Я потому что- запрещаю вам. Я тоже Почему хочу. это И вы мне и в запрещаете? Азербайджан хочу. Но я в Абу-Даби все собираюсь, все никак не могу. Да, Ну, скопить деньги, реально, знаешь, вот для человека, который занимается обзорами, Да. ММА, это И просто... если брать билеты сейчас, Визаир, это будет не так Да, дорого. это просто очень, знаешь, большой тебе будет толчок в плане и эмоций, и в плане, может быть, какого-то контента, и ты поймешь, что, типа, вот есть разные уровни у этой игры, как бы это банально Типа блогерам тоже нужно попасть в UFC, да, ты обязан побывать на UFC, Да, я просто согласен, чтобы согласен. понять, вот, насколько отличается, а может быть, ты, наоборот, поймешь, что, типа, а у нас все похоже. Мгм. Сайт, если что, я же тебе говорю. Да. И все с этого, и все. Держу Что? в голове. Там же сайт спрашивают. Аккредитацию, что получить, Да. почти Вот, сайт. если что, сайт есть у тебя. Сула любезно хочет мне предоставить возможность Ты будешь корреспондентом наш бойцкий язык. нашего Спорт. бойца. Ну, он называется Спорт ММА. О, Спорт ММА KZ. Только, надеюсь, там нет трансляции. Но кстати, в этот момент не будет. прикинь, я приезжаю, и меня, короче, разворачивают. Слушай, Реально арестованный суд такой. Все, типа, с меня все снято обвинения. Это он Ну, транслирует. вот же, Он главный. ты видели, да? И Сул у тебя такой, черт ты сказал. Не, и прикинь, потом, ты свои звонишь, ты его уже блокнул, да? Дэйна Уайт такой, да, Да, он звонит тебе, а ты уже другой номер дал. Дэйна Уайт же, помнишь, говорил, что будет жестко бороться Да. с пиратами и как показать, например, скажет, вот мы с И потом, Казахстана. знаешь, следующая фотка Сула с Даной Вайта такой, я смог поймать его. За этим ублюдком Осуждаем. выгонялись, типа, уже там 10 лет. А, Это он делает у себя трансляции. И как раз он такой, поэтому я не поехал на UFC в Азербайджан. Приобрел Да. себе друга. Да. Че, 26 июля, кто там? Ну, там, наверное, будет Ислам Махач драться. Кто-то будет точно хабибовский. Да. Нет, Ислам Махач. Ну, хотя, может быть, да. Ну, да. А он разве номерной? Не знаю. Нет, он, по-моему, не номерной Номерной? же. Да, я сомневаюсь, что Ну, это он же номерной. неделя бою. А, июля, да? Июля. Да, это вроде не номерной турнир, просто. Потому что номерной у них в октябре проходит. Да. Да. Поэтому там точно не будет Ислама Махачева, но кто-то Шара будет... Булит. Шара Шара Булит, Булит, кстати, что, он завершил в итоге, не завершил? Нет. Я что-то такие новости читал. У кого ты видел? Сейчас не помню, просто что-то скроллил и где-то попадалось. Не. А вы поедете, Виктория?
Я бы хотела съездить. А Я чего ни разу вы не была на съездите? UFC. Я Офигенно, хочу. я вам всем советую. Главное, вот... Тем более, у вас же есть сайт. Вы можете быть представителем Смотрите, Найзы. ну да. Офигенно Да, же. по поводу Вас наверняка аккредитации. еще вперед поставят. Найзу, кажется, Там же офигенно, там ты сказал, не вот аккредитуют. Да, я во-первых, думаю, что во-первых, там Найзу громкие точно- это. Супер же, Найзу почему? точно не аккредитуют. Я буду просто смотреть другие- на Не вас. аккредитуют? Ну, другие промоушены не аккредитовывают UFC. Это как бы важно. И смотрите, просто чтобы кто-то из наших зрителей сейчас... Ну, мы Сулу любим, уважаем, но кто-то, знаешь, сейчас такой думает, я сейчас сайт сделаю и на UFC поеду. Не совсем так работает. Ну, у вас сайт должен быть, ну, рабочим должен быть. Там должны быть действительно какие-то новости, какие-то должны быть там обзоры. У меня То есть, каждый день новость выходит. Не, я не про твой сайт, ты просто говоришь, ты сайт сделай, типа, и все, и ты поедешь. То есть это не совсем так работает. Что Я просто... так не говорил, сайт сделай, поедешь. Окей. Когда я так... Майкл, что ты слышишь, что я сказал, сайт сделай и поедешь? Не, ну ты так говоришь, сайт есть, типа, ну, сайт, Ну реально же есть сайт. Каждый день на нем выходят новости. все, Сула. Я и говорю, вот, если что, Дидар, Мы уже поняли. Да, что аккредитация, это, ну... как ты реально перевернул, говорит, сайт сделай, Нет, смотрите, Майкл вообще нормально, красавчик, это Смотрите, нету никаких стопроцентных, да, вариков, что Дидара даже аккредитуют, будем честными. Перед тем, как Сула скажет фразу, которая, скорее всего, изменит вашу жизнь, как минимум на 180 градусов, хочется сказать, что мы выходим для вас каждую неделю, по понедельникам стараемся, иногда бывают какие-то смещения из-за праздников и всего прочего, но в любом случае мы о вас думаем, выходим каждую неделю на YouTube-канале Найза ТВ, на который вам нужно обязательно подписаться, нужно обязательно оставить комментарий, мы обсуждали сегодня огромное количество тем, по каждой из этих тем хотя бы по одному комментарию напишите, мы будем уже рады. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, если вам не хватает Нурбека Карабала, можете поставить дизлайк. Шутка. Поставьте лайк тоже, если не хватает Нурбека Карабала. И дизлайк можете тоже поставить почему-либо. Не забывайте подписываться на все социальные сети наших гостей. Это Виктория Говоркова, у нее есть Инстаграм и передача «1 на 1 без перчаток». Это Дидар Сарбас подкаст, который, во-первых, выпускает свои подкасты с топовыми бойцами из Казахстана, плюс ведет свои социальные сети. У него в ТикТоке постоянно новости. Сул наш BetsKZ вообще делает все, что возможно в этом мире. У нас есть еще и ТикТок и Инстаграм, на них тоже подписывайтесь. Всем пока, ждем мощную цитату от Султана Шуйского. Сула наш боец, никаких султанов. Если не хочешь, чтобы тебя использовали, будь бесполезным.